Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие гости, позвольте перед тем, как мы приступим к беседе, поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то, что вы все эти годы помогаете сохранять замечательную традицию. Традиция заключается в том, что информационное агентство России ТАСС собирает своих зарубежных коллег для встречи с вами. И я не знаю, как вам удается всякий раз разыскать в вашем очень плотном графике время для встречи с зарубежными журналистами. Вам не предлагали экскурсию по этому зданию, нет? Предлагали. После беседы, наверное, мы поднимемся на крышу. Не соглашайтесь. Нельзя? Опасно? Нет. Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Часа 3. Он просто рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания. Он в него влюблен и не вырваться просто из его... Ну, вам понравилось здание? Ну, понравилось, да, конечно. Как вид на Петербург с 87-го этажа? Красиво. Я надеюсь, вам тоже понравится, если вы пойдете. Перед вами, Владимир Владимирович, сегодня 16 стран, которые представлены своими главными ведущими информационными агентствами. Вообще нас должно было быть больше, но наши индийские и бразильские коллеги не смогли прилететь, потому что подводят итоги выборов, недавно прошедших у них. А наш коллега из Египта буквально незадолго до встречи сломал ногу, представляете, и мы, конечно, ему желаем скорейшего выздоровления, а тех, кто приехал, приветствуем. В этом замечательном, одном из самых красивых городов мира, в городе Санкт-Петербурге, и в этом новом модном месте под названием Лахта-центр. Перед вами люди, Владимир Владимирович, мы посчитали, они формируют примерно 80% всего мирового новостного потока. За то время, пока мы не встречались, многие страны, которых они представляют, вдруг стали недружественными по отношению к России. Но, наверное, это будет и интереснее посмотреть, чем дышат эти страны, какие вопросы считают для себя самыми главными. Вообще, несмотря на то, что это 8-я уже по счету встреча будет, и нам приятно отметить, что проводится она в год, когда ТАСС празднует свое 120-летие, это вместе с тем будет, наверное, первая встреча в условиях такой международной напряженности. Но ощущение такое, что мир сошел с ума, что кто-то сознательно толкает его к катастрофе. Нам очень хочется рассчитывать на то, что после этой встречи мы приблизимся хотя бы на шаг для понимания того, а как снизить градус этой напряженности, градус этих двойных стандартов, этого непонимания друг друга и просто вражды. Уважаемые коллеги, я на правах модератора от агентства ТАСС каждому из вас дам возможность задать ваш главный один вопрос. Удастся ли вам задать вопросы вторые и последующие, зависит уже только от президента России. А еще у нас есть замечательная традиция. Первое слово мы предоставляем лучшей половине человечества, женщинам. Почему? Потому что в России к женщинам относятся традиционно не только с уважением, но и с любовью и с трепетом. Поэтому первый вопрос задает наша замечательная Ирина Акулович. Она генеральный директор агентства «Белта», белорусского телеграфного агентства. Владимир Владимирович, она еще имеет высшее музыкальное образование, поэтому будем рассчитывать на то, что она задаст правильную тональность для всего нашего разговора. Ирина Борисовна, ваш вопрос. Да, ну, если позволите, я хочу вас всех поприветствовать. Вас, наверное, здесь, в этой башне, продержали полдня. Приношу свои извинения. Повторяю, здесь трудно очень вырваться из цепких лап руководителя «Газпрома», который все рассказывает прямо по каждому элементу. Заражает своим оптимизмом деятельности «Газпрома». Здесь очень информированные люди. Я просто не представляю, что я мог бы вам сказать такого, чего вы не знаете. Вы все знаете и знаете наверняка лучше меня. Что бы я ни говорил, вы все равно будете думать, что вы знаете лучше меня. Но поэтому предлагаю, так, чтобы у нас был, скорее всего, не вечер вопросов-ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее. Мне бы тоже ваше мнение интересно было услышать на те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуй, это все, что хотел бы сказать вначале. Да? Ирина Борисовна, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Огромное спасибо вам за эту возможность, за разговор с вами. Мы прекрасно понимаем, что действительно график ваш достаточно загружен. И эту встречу сейчас ждем не только мы,
но и крупнейшие мировые агентства и крупнейшие мировые СМИ, конечно же, тоже за ней следят. Но я бы хотела сказать, что мне кажется, что вот право задать первый вопрос предоставлено мне не только потому, что мы тут гендерные вопросы пытаемся регулировать, но еще и потому, что Беларусь — это самая близкая все-таки для России страна. Это не вопрос, это вот обмен мнениями, это утверждение, конечно. Знаете, с Александром Лукашенко вы познакомились где-то в середине 90-х, то есть вы знаете нашего президента уже около 30 лет. И очень разные были времена в истории наших стран, в взаимоотношениях. Но, тем не менее, вам всегда удавалось найти решение для любых вопросов. Вопросов безопасности, экономических проблем. Вот я хочу спросить, насколько легко или сложно вам сейчас? И есть ли в Европейском Союзе лидеры, с которыми можно было бы решать вот сегодня сложные вопросы? Спасибо. Да, мы с президентом Беларуси знакомы давно. И действительно в разное время по-разному складывались наши отношения. Но поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, и удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, на которых нет простых ответов. Но именно поэтому мы изначально занимались и сейчас продолжаем работу по строительству союзного государства. У нас все получается. Мы делаем это, исходя из настроений наших народов, делаем это очень спокойно, аккуратно. Всегда при решении любого вопроса и при совершении любого шага по этому направлению смотрим на наши интересы. В сфере, прежде всего, в сфере экономики, в сфере политики, в том числе внешней политики. Как ни странно, и в сфере экологии, культуры. Вот весь этот комплекс, когда мы обращаемся к комплексу всего, что нас объединяет, всегда позволяет решать и мелкие вопросы сложного, может быть, характера, если они возникают. Вот, и знаете, что объем такой, что всегда есть чем заниматься. У нас же ведь товарооборот, если в долларовом эквиваленте смотреть, это не секрет, это все хорошо знают, 48 миллиардов долларов. Почти 50 миллиардов долларов. Это приличный объем. И он очень... Вот эти экономические отношения, они очень диверсифицированы. Это касается и сельского хозяйства. Почти 90% всего экспорта Беларуси приходится на российский рынок в области сельского хозяйства. В области промышленного производства и кооперации. Вот сейчас только мы в Минске обсуждали, кажется, может, мы встречаемся постоянно и обсуждаем все вопросы. Вот вроде поездка моя после переизбрания на пост президента России носила вроде бы как такой символический ритуальный характер, но нет. Ключевые сотрудники правительства собрали, там и без споров не обошлось. Это оказалась промышленная кооперация, уровня локализации производства. Это касалось, это вопрос традиционный, тем не менее, объемов поставок наших товаров на нефти, прежде всего на НПЗ Беларуси. Это касалось взаимных поставок нефтепродуктов на российский рынок. То есть все очень конкретные, совершенно осязаемые вопросы, от решения которых, безусловно, зависит качество жизни наших граждан. Но и повторяю еще раз, имею такой доброжелательный характер, и настрой обществ с обеих сторон позволяет всегда найти и решение. Они, знаете, они иногда нетривиальные,
как-то не покажется странно. Вроде бы у нас такой объем отношений, и вроде все по накатанной. Нет, все время нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы найти ответы на те вопросы, которые возникают. Все получается, уверен, так оно будет и дальше. То есть с Беларусью нет сложных вопросов, а все-таки, если Есть. мы говорим... Нет, вопросы сложные есть. Но решение нужно найти. Но решение всегда мы находим, потому что в основе этих решений интересы двух народов с обеих сторон. Ну, вот такие решения можно найти с лидерами Европейского Союза? Можно и с лидерами найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов. Но я думаю, что коллеги здесь еще об этом, наверное, поговорят. Спасибо, Ирина Борисовна. Я приглашаю продолжить нашу беседу главного редактора глобальных новостей британского информационного агентства Рейтер, госпожу Самию Накхул. Самия проехала огромное количество горячих точек и была очень тяжело ранена в Ираке. Вот, пожалуйста, ваш вопрос, госпожа Накхул. Когда это бы случилось с вами? В Ираке когда случилось? Во время вторжения в 2003 году. Понятно. Спасибо, что принимаете нас. Господин президент, учитывая ваше последнее взаимодействие с президентом Трампом и с президентом Байденом, не могли бы вы представить свое видение, с кем кого бы предпочли как кандидата для отношений между США и Россией, учитывая ту текущую войну, которая происходит сейчас на Украине? Ну, я уже говорил, все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена так с усмешками, но и увидели в этом какой-то скрытый даже наезд на президента Байдена. Значит, ну, действительно, ведь он политик старой школы. И вот то, что ему не понравилось, он потом в известной степени начал меня даже атаковать. Я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем. Все это подтверждает только наши соображения о том, о чем я говорил. Но если так по большому счету, нам все равно. Нам все равно, потому что и господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, как мы понимаем, что это чушь полная, просто бред какой-то. Это просто как элемент внутриполитической борьбы был в отношениях между демократами и республиканцами. Нелепое обвинение в сторону Трампа, и это мы всегда и воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. И потом это все подтвердилось в результате всяких расследований внутри США. Никаких особых связей у нас с господином Трампом никогда не было. Но фактом остается то, что он, как раз будучи президентом, начал вводить какие-то массированные санкции в отношении Российской Федерации. Он вышел с договора по ракетам меньшей, средней и меньшей дальности. Это же при его президентстве было сделано. Поэтому сказать, что я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Мы так не думаем. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет. Но вот то, что в Штатах происходит, вы-то все прекрасно знаете, что там происходит в ходе внутриполитической борьбы. Они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему. И должен сказать, приятно это или нет, но и свое мнимое лидерство в сфере демократии тоже сжигают прямо на корню. Потому что во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств, это просто
использования судебной системы в ходе внутриполитической борьбы. Впрямую. Для нас в России это очевидно. Уверен, что и в Великобритании это очевидно. Во всем мире так все считают. И главное, что в самих Соединенных Штатах так считают. Потому что после известного решения суда, где присяжные вынесли вердикт виновен, как мы знаем все, рейтинг господина Трампа вырос, по-моему, сразу на 6%. И сборы сразу увеличились в его предвыборный штаб. Ну, это же о чем это говорит? Это говорит о том, что люди в США не верят судебной системе, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам. Вот как ни странно, и в сфере международной политики, и во внутренней политике, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит. Поэтому мы смотрим на это со стороны. Мы во внутриполитические процессы в Соединенных Штатах никогда не вмешивались и вмешиваться не собираемся. Но посмотрим, к чему это приведет. Хочу закончить, отвечать на ваш вопрос тем, с чего начал. Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Что касается Украины, вы не считаете, что что-либо изменится с точки зрения поддержки Украины в войне, если Трамп вернется? Вы не думаете, что будут перемены? Трудно сказать. Я не могу сделать однозначного вывода, изменится что-то или нет. Вы понимаете, это нужно посмотреть на приоритеты будущей администрации. Если будущая администрация будет ориентирована на национальные интересы, и если они будут считать, что национальные интересы будут заключаться в том, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны, чтобы сделать ставку не на иммиграцию, а на консолидацию общества внутри Соединенных Штатов, чтобы избавиться от тех ошибок, которые привели к большой инфляции, к огромному долгу внутри Соединенных Штатов, то тогда, конечно, вот исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, которые, на мой взгляд, разрушают сами Соединенные Штаты изнутри. Вот это стремление быть лидером глобального либерализма. Вот если будут руководствоваться национальными интересами, тогда могут быть какие-то изменения во внешней политике и в отношении России, и в отношении конфликта на Украине. Ну, как вы понимаете, я сказал, если. Ну, вот в этом случае возможно изменение. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство в мире. И ни в коем случае не хотят допустить какого-то ни было успеха России, именно потому, что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делает США. А вот если будущая администрация изменит вектор целеполагания для себя и будут видеть смысл своего существования и своей работы в укреплении Соединенных Штатов изнутри, укреплении экономики, финансов, выстраивании нормальных отношений в мире, более уважительное по отношению ко всем, тогда может что-то измениться. Это зависит, на мой взгляд, от настроения общества. Вот настроение общества все-таки в известной степени в эту сторону сдвигается. И если будущая администрация поймает этот ветер в свои паруса, то тогда изменения возможны. Спасибо. Спасибо, госпожа Накхул.
Теперь очередь мужчинам задавать вопросы. Я прошу свой вопрос задать президенту России, председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства Угара Алиева. Угар Алий Гейдарович, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо вам за то время, которое уделяете для нас. Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются. И недавний визит президента Ильхама Алиева в Москву дал возможность не только отметить памятный для обеих наших стран юбилей 50-летия БАМа, но и, конечно же, обсудить двусторонние отношения. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества и, в частности, развитие транспортного коридора север-юг? Спасибо. Отношения у нас развиваются успешно, надежно, очень прагматично. Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы сказал, даже в определенной степени симпатии друг к другу. По-другому невозможно себе объяснить наличие 300 школ, которые функционируют в Азербайджане, на русском языке работают, детей учат. И я знаю, что президент Алиев, он всячески поддерживает изучение русского языка в республике. Это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Это значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. А зачем? Для развития двусторонних связей. И они развиваются. Вот сейчас общий объем у нас товарооборота, повторяю, тоже в долларах буду говорить, где-то 4,5-4, по-моему, и 6 миллиардов долларов. И темп хороший. Темп развития очень хороший. Мы все больше и больше диверсифицируем наши отношения. И уверен, что вот при сохранении вот такого настроя с обеих сторон, а в России мы настроены также, уверен, что результаты будут и будут хорошими. В этом смысле многое нужно сделать, вы правы абсолютно, с точки зрения развития логистики. Это касается не только север-юг вот этой дороги, но и по другим векторам. Строительство логистических центров, в том числе на границе России и Азербайджана на дагестанском участке. Там же работа идет. Это касается других направлений. У нас достаточно много студентов учатся в России, в том числе на бюджетной российской основе из Азербайджана. И мы видим, что интерес молодых людей к получению образования в России тоже достаточно большой. Что касается вот этой дороги север-юг, она может превратиться в очень хороший международный и востребованный международный коридор. Когда грузы вот отсюда прямо, где мы с вами находимся, вот из порта Петербурга будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. По-моему, чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через этот канал известный. Но мы ничего не хотим, Суэцкий, мы ничего не хотим, значит, сказать плохого. Суэцкий канал, наоборот, очень нужен мировой торговле. Но это будет дополнительный и весьма эффективный путь, значит, для доставки грузов на север, на юг и в обратную сторону. По-моему, на 10 суток быстрее. Это большая экономия, это очень эффективный и выгодный будет маршрут. Но здесь еще многое нужно сделать. Мы работаем с обеих сторон. Я знаю, что президент Алиев поддерживает этот проект. Мы с ним многократно его обсуждали. Поддерживает и иранское руководство. И поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы.
внерегиональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды. Ну, понятно, потому что суверенные фонды всегда ищут вложения, надежные вложения. Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована. Там есть вопросы, которые требуют дополнительного исследования. Какие участки, как мы будем, в том числе по территории Азербайджана, какие участки и как мы будем финансировать. Будет ли это кредит, будет ли это прямое финансирование со стороны России. Как это будет стыковаться с теми ответвлениями, которые пойдут на запад по территории Азербайджана. Затем нам нужно все доработать с нашими иранскими партнерами и друзьями. Как мы там будем строить эту колею? Она будет широкой или будет узкой колеей, которая проложена по территории Ирана. Но самое главное в том, что все настроены на реализацию. Мы создали фактически дирекцию, у нас ВТБ этим занимается активно. И у меня сомнений нет, что мы реализуем. Вопрос, конечно, в сроках, в стоимости, но они в целом уже практически доработаны. Так что это очень хороший, но не единственный проект, который мы осуществляем совместно. Кроме всего прочего, Азербайджан является прикаспийским государством, входит в пятерку прикаспийских государств. И здесь у нас тоже много общих интересов, в том числе и вопросов, касающихся экологии Каспийского моря. Чох Сагол, Угар Олег Гейдарович. Спасибо. Да. А теперь слово стране, которой, наверное, у вас, Владимир Владимирович, никогда не будет равнодушного отношения. Это Германия. У нас в гостях руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presseagentur Мартин Романчик. Кстати говоря, Мартин точно не понаслышке знает о нашей стране, потому что в 90-х работал собственным корреспондентом ДПА в Москве. Пожалуйста, господин Романчик, ваш вопрос. Добрый вечер, господин президент. Добрый вечер всем. Шольц, канцлер, согласился на то, чтобы поставлять вооружение на Украину. Скажите, пожалуйста, если Шольц изменит свое мнение, как вы это оцените? И как вы думаете, что ждет Германию? И как-то вы предостерегали или угрожали, может быть, господину канцлеру, когда он принял решение поставлять вооружение Украине? Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон. У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам. Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной Республики по поводу событий, которые происходят на Украине. Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Но разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет. А разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным и конституционным путем. Этого в Европе, в том числе и в Германии, предпочитают не вспоминать. А если вспомнить, то встает вопрос, почему же тогда руководство Федеративной Республики, так же как и другие подписанты этого документа,
не потребовали от тех людей на Украине, которые совершили госпереворот, вернуться в правовое конституционное поле. Почему же они пренебрегли своими обязательствами как гарантов договоренности между оппозицией и действующей тогда властью? Вот они и виноваты в том, что случилось. Наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве неизвестно, что за этим последовало? Последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украины. Последовало решение жителей Донбасса не подчиняться тем, которые совершили госпереворот в Киеве. Вот начало этого конфликта. А потом Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами. И в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения, которые, кстати говоря, были конституированы решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это документ, который надо было бы исполнять. Нет. Решили эту проблему закрыть вооруженным путем. Началось применение артиллерии, танков, авиации против мирных граждан Юго-Востока Украины. Почему-то об этом ни в Германии, ни в других европейских странах, ни в США никто, повторяю, никто не хочет вспоминать. Ладно, мы способствовали подписанию Минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать? Они же сказали публично, что не собирались выполнять Минских соглашений, а только подписали их для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос. Разве не так? Как по-другому можно объяснить то, что происходило? 8 лет мы старались добиться этого решения этой проблемы мирным путем. 8 лет. Мне когда-то бывший канцлер сказала, вот, знаешь, вот в Косово, да, действовали мы тогда, НАТО действовало без решения Совета Безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь в Косово. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать, этого никто не хотел. В конце концов, мы вынуждены были сделать что? Когда на Украине действовавшие тогда власти заявили, что им не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. А министр иностранных дел сказал, что выполнять не будем. Вы понимаете, что на этих территориях деградация началась, и экономическая, и социальная. 8 лет, я уже не говорю про убийство, постоянное убийство людей, женщин, детей и так далее. Что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были признать их независимость. Мы же не признавали почти 8 лет их независимость. Все ждали, пока мы сможем договориться мирным путем и решить этот вопрос. 8 лет. Когда объявили, что никаких мирных договоренностей реализовывать никто не будет, что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были предпринять попытку вооруженным путем заставить их это сделать. Но не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек. А теперь вот для людей, которые следят за международными событиями, так, за международным правом, что произошло дальше, что мы сделали? Мы не признавали 8 лет. Когда поняли, что мирным соглашением в Минске не суждено быть реализованными, что мы сделали? Я прошу внимания, пожалуйста, всех. Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик.
Мы могли это сделать или нет с точки зрения международного права? Как говорит статья 1 Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение. А Международный суд ООН принял решение, оно же изложено на бумаге, что при решении вопроса о независимости и самостоятельности, если какая-то территория какой-то страны принимает такое решение, она не обязана обращаться в вышестоящие инстанции этого государства. Все это было сделано в связи с Косово. Но есть же решение Международного суда ООН. Там так и написано. Если какая-то территория приняла решение о независимости, она не обязана обращаться в столицу за получением разрешения на реализацию этого права. Но если это так, а так написано в решении суда ООН, значит, эти непризнанные тогда республики Донецкая и Луганская имели право это сделать. Они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно, имели. Но как же? Мы их признали. Потом заключили с ними договор. Мы могли заключить с ними договор или нет? Да, конечно. Договор предусматривал оказание помощи этим государствам в случае агрессии. Но Киев вел войну против этих государств, которые мы через 8 лет признали. 8 лет мы их признали. Мы могли их признать? Могли. И затем, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, мы оказывали им помощь. Вы знаете, вот чего бы здесь кто ни говорил, ну, вот я господину Гутерришу то же самое рассказывал. Вот прямо эта логика, шаг за шагом. Где здесь ошибка? Где здесь нарушение международного права? Их нет, этих нарушений, если говорить с точки зрения международного права. Да, мы потом слышим ответ. Но все равно вы напали. Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный. Значит, теперь по поводу поставок оружия. Поставки оружия в зону конфликта – это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг. Мы же с вами знаем, и в Федеративной Республике это не отрицают, как, уж я не знаю, как это попало в прессу, когда генералы Бундесвера обсуждают, куда и как им наносить удары по Крымскому мосту или по каким-то другим объектам на территории России. В том числе и на той территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается. Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим, но очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения. Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Мы в контакте были с господином Шольцем, мы с ним неоднократно встречались. Я сейчас не хочу давать оценок качеству работы федерального правительства, но эти оценки дает немецкий народ, немецкий избиратель. Скоро выборы в Европейский парламент.
Посмотрим, что там будет происходить. Насколько мне известно, я так, конечно, не безразлично отношусь к Германии. У меня там много друзей, которых я стараюсь не трогать, чтобы не подвергать их какой-то обструкции там внутри страны. Стараюсь с ними не поддерживать отношения. Но я знаю просто этих людей много лет. Я знаю, что они надежные друзья. И таких у меня в Германии немало. Так вот, я знаю и соотношение сил на политической арене, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, ХДС, ХСС сейчас где-то по 30%, да? Где-то 16%, где-то у социал-демократов, 15% уже у альтернативы для Германии, и все остальные уже пониже там опускаются. Но вот это ответ избирателя. Это настроение немцев, настроение немецкого народа. Я понимаю зависимость Федеративной Республики в области обороны, в области безопасности в целом. Я понимаю зависимость в области политики, информационной политики, потому что там, куда ни ткни, в какое-нибудь крупное издание, я не знаю, где вы работаете, но конечный бенефициар за океаном, какой-нибудь американский фонд. Слава Богу, я, значит, аплодирую этим американским фондам и тем, кто проводит эту политику. Молодцы, что они так вот крепко держат информационную поляну Европы. Ну, с точки зрения их интересов. Да еще стараются себя там уши свои не показывать. Все это понятно. Но влияние колоссальное, и сопротивляться этому очень сложно. Понятно. Но какие-то элементарные эти вещи, о этих элементарных-то вещах, даже странно, что никто в сегодняшнем немецком руководстве не защищает немецкие интересы. Ну, понятно, у Германии нет полного суверенитета. Но немцы-то есть. Но о их-то интересах надо подумать хоть немножко. Вот смотрите, взорвали эти трубопроводы несчастные по дну Балтийского моря. Ну, никто даже не возмущается, как будто так и надо. Как будто так и надо. Смотрите, мы поставляем, значит, тем не менее, продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем. Там было 2 трубопроводные системы. Одну из них украинская страна закрыла. Вентиль завинтила, просто закрыла и все. Хотя оснований для каких нет. Оставила только одну трубопроводную систему. Ну ладно. Но через нее газ в Европу-то идет. И европейские потребители получают этот газ. Через Турцию идет по турецкому потоку. Тоже наш газ идет в Европу по турецкому потоку. Европейские потребители получают его. Ну хорошо, взорвали одну трубу Северного потока. Но одна труба Северного потока, она жива, слава Богу. Почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Ну что это за бред такой? Нет никакой формальной логики в этом, я даже не понимаю. Но сказали бы, вообще Европа не должна получать газ. Ну ладно, хорошо, мы переживем. Вот «Газпром» переживет это. Но вам это не надо. Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ через океан, который возят. Ну, а ваши экологисты, они что, не знают, как получают сжиженный природный газ с помощью гидроразрыва? Спросите у тех жителей в Соединенных Штатах, где производят этот газ. Там иногда из кранов вместо воды жижа течет. Ваши экологисты, которые у власти находятся в правительстве, они что, этого не знают? Ну, знают, наверное. Значит, Польша взяла свою ветку, Ямал-Европа, взяла, закрыла. В Германию шел газ через Польшу. Мы же не закрывали, это же поляки закрыли. Результат влияния на экономику Германии, вот этих вот прекращения наших связей в сфере энергетики, вам известен лучше, чем мне. Он печальный результат. Многие предприятия крупной промышленности
ищут, где бы им приземлиться, но только не на германской территории. И в США открываются, и в Азии открываются. Но условия хозяйствования такие, что они становятся неконкурентоспособными. А это, между прочим, может иметь тяжелые последствия для экономики Европы в целом, потому что германская экономика, все это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам, но это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, все остальные сразу заболеют гриппом. Ну, экономика Франции, она же вот сейчас тоже балансирует на грани рецессии. Это всем хорошо известно. А если немецкая будет опускаться ниже, всю Европу сотрясет. Значит, поэтому я сейчас, знаете, не призываю к нарушению каких-то евроатлантических связей, не хочу сейчас вот начнут там, вы или не вы, сейчас кто-то услышит, что я говорю, скажет, вот он призывает к расколу евроатлантической солидарности. Ну да нет, послушайте, у вас там есть, я считаю, ошибочная политика. Просто грубая ошибка на каждом шагу. Я думаю, что и для самих Соединенных Штатов то, что сейчас происходит, это ошибка большая. Такая капитальная. Значит, из-за желания, значит, сохранить там и лидерство, причем такими средствами, как они делают, наносят сами себе ущерб. Но для Европы-то это еще хуже. Но хоть какие-то, да, можно было сказать, мы вас поддерживаем здесь, здесь и здесь. Но вот это наше. Послушайте, если мы подорвем свою экономику, всем будет плохо. Ни в коем случае нельзя этого делать. Мы против. Это табу. Вот на это не покушайтесь. Но сегодняшнее федеральное правительство и этого не делает. Я, честно говоря, даже иногда теряюсь, где логика такого поведения. Ну хорошо, собирались подорвать экономику России и полагали, что это произойдет в течение 3, 4, 6 месяцев. Но все же видят, что этого не происходит. В прошлом году у нас рост экономики 3,4%. В этом году, в первом квартале текущего года, рост экономики России составил 5,4%. Да? Значит, больше того, Всемирный банк пересчитал. Мы вот ставили перед собой цель, по данным международных, значит, структур финансово-экономических, мы были на 5-м месте по паритету покупательной способности в мире. На 5-м месте. Вот. И ставили перед собой цель выйти на 4-е место. Ну, я думаю, что вы следите за тем, что и как считают коллеги в международных финансовых институтах. Всемирный банк недавно совсем, вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, посчитал наш ВВП. И пришел к выводу, что мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. То есть эта цель достигнута. Да, важно не это, конечно. Это не самоцель. Важно сохранить темп, движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост, как я уже сказал, составил 5,4% ВВП. Но я к чему это говорю? Не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы те, кто пытаются нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны были бы понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам. Ну, а поняв это, должны сделать какие-то выводы и скорректировать как-то свое поведение. Для себя самих, любимых. Нет, но этого не происходит. Я не хочу никого обидеть, но уровень профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и в Федеративной Республике, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Dankeschön, господин Романчик. Да. Мне кажется, было бы логичным не уходить далеко теперь от европейской тематики и предоставить слово Франции. Франции, где вполне официально допускают отправку европейских военных на территорию Украины. А у нас в гостях главный редактор европейской информации агентства «Франс Пресс» Карим Тальби. Господин Тальби, кстати говоря, отлично говорит по-русски, потому что так же, как и Мартин Романчик, долгое время работал корреспондентом в Москве. Пожалуйста, господин Тальби, ваш вопрос.
Владимир Владимирович, мой вопрос тоже касается Украины. Почему до сих пор вы не сможете раскрыть, говорить, нам сказать количество потерь российских солдатов в Украине в ходе боевых действий? Если вас только это интересует, я могу сказать, что об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры. Но я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, так, они, конечно, в разы просто меньше, чем с украинской стороны. Вот я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, ну, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек. 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен 75 человек, поменяли на 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Вот примерно, если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратных именно потерь, то и соотношение такое же. 1 примерно к 5. Вот из этого будем и исходить. Но именно с этим, кстати говоря, и связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя. Это, знаете, примерно выглядит так. По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно. И то, что сейчас проводится, да, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблем. Потому что по нашим данным, из разных источников мы получаем где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют. Ну, насильственно, не насильственно. Ну, в основном сейчас насильственно, конечно, хватает на улицах. Желающих там воевать немного. Вот. Поэтому по 30, ну, в прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч, по нашим данным, они набрали. Но это не решает проблем. Знаете почему? Потому что вся эта мобилизация только закрывает потери. Она вся идет на восполнение потерь. Это такая кардинальная проблема, которая ведет к понижению возраста мобилизации. Вот сейчас с 27 ушли на 25, и мы просто знаем это с украинской стороны. Это там все это секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет. Значит, администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно хотя бы снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18. Или сразу до 18. Ну, потому что сейчас уже требует постановки на учет 17-летних юношей. Ну, это мы знаем наверняка. Вот это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, ну, которое, если можно считать руководством, после того, как были отменены выборы. Во всяком случае, я говорил недавно публично, по-моему, когда встречался с прессой, выезжая из Узбекистана после визита, я думаю, что администрация штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, там, совершить определенные шаги. Сейчас у нас вот июнь 2024, вот, чтобы все это сделать, это, мне кажется, это нужен год. Это до
до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: до свидания. И поменяют. Там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю. Вот. Но это связано с большими потерями. Я сказал 50 тысяч. Ну, это самый скромный подсчет. Это 50 тысяч – это то, что мы видим на поле боя. А если иметь в виду, что есть еще и потери, которых мы не знаем, что они есть, но мы просто не можем посчитать, они где-то в глубине в тылу находятся, то на самом деле это больше. Ну, если вот о потерях. По поводу потери из-за того, что президент довольно коротко ответил по сравнению с другими. Нажмите, пожалуйста. Вы мне позвольте дополнительный вопрос просто. Пожалуйста. По поводу нашей потери АФП-ски. По поводу? У нас был один журналист, Арман Сольдин, который на 9 мая 2003 года умер в Украине. Он умер, как, ну, скорее всего, по нашим оценкам, после авиаударов, ну, дрона. Франция, Министерство юстиции во Франции ведет расследование. Ну, из-за того, что он был, ну, в час яр в Украине, ну, предполагают, что дрон пришел из России. Ну, я как вопрос даже не в этом. Министерство юстиции Франции захочет вести расследование, и для этого что захочет? Расследование. Да. Готова ли Россия просто сотрудничать с Францией на это расследование, чтобы мы могли знать, что по-настоящему произошло? Для нас это была большая трагедия, для АФП. Конечно, во-первых, очередь для его семьи. Ему 32 года, Арман Сольдин. Поэтому нам очень захочется, чтобы была какая-то реальная и серьезная работа расследования, чтобы знать, что произошло, и если Россия была в этом причастна, конечно. Вы знаете, что мы никогда не отказывались ни от каких расследований. А вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? Сколько, Дим, не помнишь? Ну, это как минимум 30 человек погибло. Погибло наших журналистов. И никто не дает нам возможности расследовать того, что с ними произошло. Это первое. Второе. Вот если говорить о том, что происходит на Украине, там в тюрьме, в застенках киевского режима был замучен американский журналист. Но в отличие от вас, Соединенные Штаты даже не ставят вопрос о расследовании того, что же с ним случилось. Американский гражданин, журналист. Его захватили на границе, притащили в тюрьму, и он там погиб. Его замучили просто. В прямом смысле этого слова. Никто не озаботился вопросом о том, а что же на самом деле с ним произошло. Так что, да, несмотря на это, мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике, потому что если человек погиб в зоне боевых действий, ну, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит. Большое спасибо, господин Тальби. А сейчас я предлагаю присоединиться к беседе нашего коллегу из Ирана, генерального директора информационного агентства ИРНА господина Али Надири. Мы очень ценим, что вы, господин Надири, несмотря на недавнюю трагедию с авиакатастрофой и гибелью президента Раиси и продолжающуюся кампанию выборную в вашей стране, все-таки нашли время прилететь в Петербург. И еще раз позвольте выразить вам, нашим иранским коллегам и всему иранскому народу слова глубочайшего соболезнования. И ваш вопрос, господин Надири, пожалуйста. Thank you, Mr. President. I would like to speak with my own language, so I speak Persian. باز هم من ممنون هستم از دعوتی که انجام شد. ملت ما این روزها داغدار از دست دادن رئیس جمهور. Сейчас скорбим о потере нашего президента, нашего министра иностранных дел и ряда администрации. Вы в своем письме действительно упомянули что действительно было развитие отношений при господине Раиси. И это одна из заслуг нашего президента. Также вы указали на роль, которую играл господин Раиси
в расширении двусторонних отношений, а также региональных отношений. Вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, что ваше государство, ваша администрация для того, чтобы продолжалось расширение отношений с Ираном, какую планирует программу, в чем заключается, может быть, какие-то были достигнуты договоренности с господином Раиси, а также каковы перспективы Ирана и России в будущем? Спасибо. У нас развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям. Мы и Россия, и Иран находимся под различными санкциями, под различными санкционными режимами. Меня, знаете, удивило, когда мы познакомились недавно с уровнем развития некоторых отраслей производства в Иране, меня удивило, как это нашим иранским друзьям удалось в этих условиях многолетних санкций сохранить такой высокий уровень производства по некоторым направлениям. Конечно, не по всем, но по некоторым это просто удивительно. Но факт остается фактом. И у нас целый план совместной работы. У нас развиваются торгово-экономические связи. Конечно, очень бы хотелось, чтобы мы предприняли дополнительные усилия по направлению развития в сфере высоких технологий. С учетом вот этих ограничений это не так просто сделать, но можно. И мы, конечно, делать это будем. Что касается ушедшего из жизни в результате этой трагедии президента Раиси, то хочу сказать, что у нас были с ним очень надежные, хорошие и деловые отношения. Он был очень интересным человеком, и он был серьезным политиком, надежным партнером. Такой вот в отношении к быту немножко ироничным, и с чувством юмора с развитым. С ним было интересно поддерживать отношения. И интересно, и полезно. Потому что, повторяю еще раз, если мы с ним о чем-то договаривались, можно было быть уверен в том, что эта тема, та, о которой мы говорим, не будет забыта. Не значит, что все обязательно 100% там решается, потому что не только от первых лиц зависит решение того или иного вопроса, но эта тема не будет забыта, и мы вместе с обеих сторон работали над совершенствованием наших отношений. Но именно при президенте Раиси Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества, и членом БРИКС. И это все-таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего с точки зрения создания многополярного мира. И Иран играл и продолжает играть в этом, безусловно, очень важную роль. Вот мне единственное, что бы мне хотелось сказать, завершая свой ответ на ваш вопрос, это то, что мы очень надеемся на то, что все, что было заложено президентом Раиси в российско-иранских отношениях, все это будет продолжено. Но больших сомнений у меня и в этом и нет, потому что все, что мы делаем, отвечает взаимным интересам, и мы знаем по устойчивости иранской государственности, о том, как сложена верховная власть в Иране. Знаем, что над развитием Ирано-российских отношений думает не только президент и не только люди, которые его окружают, но об этом много думает и много делает для этого верховный руководитель, духовный лидер Ирана. Мы ждем, когда пройдут выборы иранского президента. И надеюсь на встречу с новым президентом Ирана вот на площадках международных мероприятий. Это и ШОС, и БРИКС. Уверен, что мы найдем общий язык и будем работать над реализацией всех планов, которые были намечены ушедшим из жизни президентом Раиси. Спасибо, господин Адыри.
Следующий участник нашего диалога – это добрый друг агентства ТАСС, главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Лю Яньсун. Господин Люй прекрасно говорит по-русски, и мы хорошо знаем, что он любит петь и русские песни, и очень любит советское кино. Нихао, господин Люй, вам слово. Уважаемый господин президент, вы совсем недавно совершили государственный визит в Китай. В Китае у вас достаточно близкие отношения с Китаем, можно сказать, образец отношений крупных держав друг с другом. Как вы оцениваете наше сотрудничество, ваше сотрудничество с Китаем? Как вы оцениваете то влияние, которое это сотрудничество оказывает на регионы? Спасибо. Что касается двухсторонних отношений, то хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера. Они основаны на таких глубинных взаимных интересах. Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. То есть мы начали складывать наши отношения и довели его до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах, действовали очень аккуратно, спокойно, поэтапно. И надо сказать, что у нас практически все получается. Сейчас объем торгового оборота превышает наши ожидания. По китайской статистике это 240 миллиардов долларов, по нашей чуть меньше, это где-то 230 примерно. Вот. Но дело даже не в объеме товарооборота, а дело в том, что мы его диверсифицируем и достаточно успешно. Это касается не только углеводородов, не только энергетики, а мы поставляем и нефть, и газ, и уголь, и электроэнергию в Китай. Мы строим атомные электростанции в Китайской Народной Республике. И все это достаточно успешно, все это происходит. Но у нас и в сфере высоких технологий хорошие перспективы. Я имею в виду авиастроение, имею в виду искусственный интеллект. Мы, знаете, мы очень радуемся за Китай, за успехи, которые демонстрирует Китайская Народная Республика в очень многих областях, в том числе, скажем, в космосе. Это просто уникальные достижения. И Компартия Китая является ведущей политической силой в Китае. Конечно, все, что делается, происходит под руководством Коммунистической партии Китайской Народной Республики. Вы знаете, на что хотел бы обратить внимание? Вот я не помню, я где-то уже говорил, не знаю, в такой компании это будет интересно или нет, но некоторые наши эксперты, и хорошие экономисты, достаточно молодые люди, но очень достаточно опытные. Они вот что говорят. Они говорят, что анализ того, что происходит, скажем, в китайской экономике, анализ того, что происходит в экономиках других стран мира, в том числе в ведущих экономиках, включая Соединенные Штаты, показывает, что все-таки китайцам удалось создать такую очень своеобразную, но весьма эффективную модель экономического развития. Более эффективную, чем в тех же Штатах. И судя по результатам работы китайской экономики, похоже, что так оно и есть. Да, можно много ругаться, спорить там с китайским руководством, что некоторые западные коллеги наши делают, говорить о том, что у них там что-то не рыночное, говорить о том, что они курс юаня устанавливают там решениями Политбюро и так далее. Ну, это все что угодно можно говорить. Но результат-то всем известен. А результат такой, что он говорит о том, что такая модель является более эффективной. Ну и кто может в этом обвинять Китай? Там, значит, рыночное, нерыночное, 1,5 миллиарда человек. Китайское руководство обязано думать о каждом.
И что, не все из этих 1,5 миллиарда живут так, как средний европеец или средний американец. Поэтому китайское руководство имеет право применять такие методы руководства экономикой, да, чтобы удовлетворять насущные потребности своих людей, своих граждан. Что китайское руководство во главе с руководителем, председателем КНР и моим хорошим другом, как мы говорим все время с обеих сторон, что они и делают. И делают, кстати говоря, очень исправно и очень надежно. Ну что же, можно только порадоваться. Мы знаем обо всем, что происходит в экономиках ведущих стран мира, в том числе и китайской. Но в целом она очень надежна и становится все более и более высокотехнологичной. И мне кажется, что это большая ошибка со стороны тех же Штатов или со стороны некоторых европейских стран, которые хотят или пытаются как-то затормозить экономику Китая. Потому что, на мой взгляд, чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти процессы, а не пытаться им помешать. Потому что, вроде умные люди говорят, китайцы, у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электроавтомобилей. Это кто это говорит-то? Это говорят люди, которые считают себя рыночниками. Они что, не понимают, они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет? Это определяет рынок. Если Китай производит определенное количество автомобилей, и рынок это все поглощает, забирает, о каком перепроизводстве идет речь? Это просто ерунда какая-то, правда? Разве можно назвать это перепроизводством? Нет, это по-другому называется. Это называется попыткой ограничить рост не рыночными средствами. А это вредно, в том числе в данном случае для американской экономики. А почему? А потому что не будут брать из Китая такой товар, такой. Значит, к чему это приведет? Будут делать что-то другое, или будут делать что-то сами, или где-то покупать в другом месте. А это дороже. А это значит, инфляция будет расти в тех же Штатах. А инфляция негативным образом будет отражаться на всей экономической структуре экономики страны, которая это делает. И это вредно. В данном случае для самой американской экономики. Это ошибка. Очередная. Это очередная ошибка сегодняшней администрации. Вот. А что касается Китая, то под таким умелым, я бы сказал, очень профессиональным руководством председателя Си Цзиньпиня, она развивается нужными для Китая темпами. Что касается других отраслей и направлений, то я уже все время говорю об этом, и здесь могу только повторить, что наше взаимодействие на международной арене является сдерживающим фактором и элементом стабильности. Но, вы знаете, кроме экономики, вопросов обеспечения безопасности взаимной, а мы, как вы знаете, учения проводим и будем проводить это делать. Будем это делать в будущем, в том числе военные учения. Но у нас идет работа в сфере военно-технического взаимодействия. Здесь нам есть что предложить китайским друзьям. Есть. И интересы у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеются. Но этим не ограничивается наше взаимодействие. Ни экономикой, ни военно-техническим сотрудничеством, ни сотрудничеством на международной арене. В этом году мы объявили взаимные годы культуры. И я думаю, что то, о чем здесь наш ведущий сказал, что вы знаете там русские песни еще и на русском говорите. Это, на мой взгляд, может быть, как минимум не менее важно, чем все остальное, о чем я сказал. Потому что это создает базу отношений между народами, создает благоприятную обстановку для развития отношений по всем другим направлениям. Этого мы и будем придерживаться с обеих сторон.
И надеюсь, что в ближайшее время тоже удастся увидеться и обсудить все эти вопросы с председателем Китайской Народной Республики на площадках, о которых я уже упоминал, и ШОС, и БРИКС. Владимир Владимирович, вы знаете, я брал интервью у вас 3 раза. Конечно, это уже давно. Первый раз даже в 2002 году. Те 3 интервью или в Москве, или в Пекине. А на этот раз 4-е интервью в вашем родном городе. Я очень рад за это. И спасибо вам. И желаю всего доброго. Спасибо. Сессия, господин Люй. А мы передаем слово Испании. Испанское информационное агентство «ЭФИА». Хосе Мануэль Санс Минготе. Он является директором по международным связям его агентства. И помимо того, что он опытный журналист, он еще и прекрасный специалист в области истории и философии. Еще эксперт в области вопросах европейской интеграции. Пожалуйста, господин Санс Минготе, ваш вопрос. Спасибо, господин президент, за эту возможность познакомиться с вами. Я не говорю на русском языке, но я читал российских авторов. Я знаю огромный вклад, который делает Россия в культуру, в науку, искусство. Мне кажется, с личной точки зрения, какая жалость, что мы проживаем именно такую сложную международную ситуацию. Мой вопрос будет деликатным. Вы знаете, что с завтрашнего дня и до воскресенья в 25 странах проводятся, в европейских странах проводятся выборы. И вы знаете, что аналитики, эксперты, а также высокие представители и руководящие должности европейских государств говорят о том, что Россия виновата в распространении дезинформации для того, чтобы дестабилизировать выборный процесс в Европе. Как вы можете это прокомментировать? Как вы считаете, российское правительство стоит за этой кампанией дезинформации? Большое спасибо. Послушайте, вот мы сейчас разговаривали с вашим коллегой из Германии. И говорили в том числе и о ситуации в экономике европейских стран в целом. Производное состояние экономики – это положение в сфере социальной политики. Это в области доходов граждан, в области сохранения и создания новых рабочих мест, в области их потребления. Европейские страны, они в целом же благополучные государства. И основное, что волнует граждан, это их материальное благополучие. Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют. И, на мой взгляд, это главная причина того, что традиционные политические партии, так же, как и вся парламентская демократия, переживают тяжелые времена. И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это еще одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности. И это вот первая часть. А вторая заключается в том, что
наши средства массовой информации по объему, по возможности воздействия на ту или иную аудиторию ни в какое сравнение не идут с возможностями западных средств массовой информации. И электронных средств, и там, печатных, каких угодно. И если вы спросите вот своего коллегу, я сейчас уже просто боюсь дать неточные цифры, но везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им чинят препятствия. Ну просто везде. Значит, запугивают их сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, чего только не делают. Это вот и есть свобода слова? Конечно, нет. Единственное, что делают наши представители средств массовой информации и ваши коллеги российские, рассказывают российскую точку зрения на те или иные процессы, которые происходят в мире, в нашей стране и в Европе. У нас разные точки зрения. Но разве смысл работы средств массовой информации заключается в том, чтобы только обслуживать правительство? Даже если это точка зрения российского правительства, разве мы не можем донести эту точку зрения до слушателей и зрителей и пользователей интернета в других странах? Разве это не есть свободное распространение информации? Нравится она или нет? Что нужно делать, когда информация не нравится или она кем-то считается необъективной? Нужно представить другую точку зрения и сделать это убедительнее, чем та, которая кому-то не нравится. А не закрывать средства массовой информации, в данном случае российские, которые постоянно подвергаются травле в Европе. Да и в Штатах практически то же самое. Да их-то всего-то там не перечислить, да? Одно-два. И тех постоянно душат и давят. И при этом еще ссылаются на то, что кто-то говорит о том, что мы оказываем какое-то влияние на общественное мнение в западных странах. Но если вы посмотрите просто по объемам того, что мы в состоянии выдать на информационный рынок европейских стран, это кажется просто смешным. Вопрос не в том, что кто-то проводит какую-то злобную политику в отношении, там, в данном случае, Евросоюза. Вопрос в том, до какого состояния правящие круги европейских стран ведущих довели свою экономику, социальную сферу и как они проводят свою политику на международной арене. Нравится это людям или нет? Повторю то, с чего начал. Не нужно искать виновных на стороне. Нужно разобраться в своих собственных действиях. Только это позволит провести правильный анализ, сделать выводы и что-то поправить, если, конечно, кто-то считает, что нужно что-то поправлять. Gracias, господин Санс-Пинготе. Спасибо вам за ваш вопрос. Спасибо. Да. А у нас Казахстан. Генеральный директор информационного агентства «Казинформ» Оскар Балдинов. Оскар Муратович, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств? Очень хорошее. По-другому и не скажешь. У нас очень близкие, не просто близкие, союзнические, стратегические отношения. Вот это уж, что касается России и Казахстана, это можно говорить в полном смысле этого слова. И это касается и торгово-экономических связей. Они растут уверенно каждый год. И уровень товарооборота, это об этом говорит растущий уровень товарооборота. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас не перечислю.
Это и энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос, ну, очень много. У нас огромная совместная общая граница. Люди общаются друг с другом. 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане. Прямые связи. И они, кстати говоря, являются, наверное, наиболее эффективными, лучше всего работают, потому что люди напрямую контактируют друг с другом, знают друг друга, доверяют друг другу и так далее. Мы с Касымом Жомартовичем Кемелевичем в постоянном контакте с президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения. И ну, вот сейчас, если говорить об энергетике, вы знаете, мы сейчас не только в Узбекистан будем подавать газ, но будем то же самое делать и в отношении Казахстана. Северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях. Да, Казахстан сам производит, но тем не менее есть целые большие области Казахстана, которые нуждаются в газоснабжении, и легче получать от нас и дешевле, чем прокладывать там новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов. Я вообще, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, так, который бы был спорным и который как бы хоть как-то осложнял наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты с Китайской Народной Республикой. Значит, то же самое происходит и в наших отношениях с Казахстаном. Ну, там, наверное, почти уже 100%. Почти все в национальных валютах. Кстати говоря, что касается Штатов, я уже говорил об этом. Сейчас вот послезавтра на экономическом форуме наверняка будут такие же вопросы, тоже поговорим. На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару. Просто нелепо, нелепо. Здесь, стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар. Беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Вот. Но это побуждает нас переходить в расчетах, скажем, национальной валюты. Но, как выяснилось, это не мешает нам развивать отношения. Наоборот, даже помогает и укрепляет наши национальные валюты. В общем, и в гуманитарной области, в области образования. То есть у нас практически по всем векторам идет очень активная совместная работа. В том числе и благодаря президенту Токаеву, поскольку он поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Мы скоро собираемся в Астану, там будет и ШОС, и потом другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, я, конечно, им воспользуюсь. Копр Ахмед, Оскар Муратович. Переходим к следующему участнику. Это заместитель главного редактора итальянского агентства «Анса» Стефано Полли. Господин Полли, кстати, так же, как и Самьян Акхул из агентства «Рейтер», имеет очень богатый опыт работы в горячих точках. А вообще итальянское агентство «Анса» не пропустило ни одну подобную встречу с вами. Это просто всегда наши постоянные гости. Пожалуйста, вам слово, господин Полли. Спасибо. Добрый вечер, господин президент. Спасибо за организацию этой встречи. Я хотел бы задать вопрос по поводу последних событий в Украине. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг предложил, чтобы была предоставлена возможность Украине поражать цели на территории России оружием, которое поставляется из Европы. Некоторые европейские страны согласились с этой идеей, и Соединенные Штаты, включая Соединенные Штаты.
Не все, но Соединенные Штаты туда входят. Несмотря на это, в то же самое время в некоторых странах идет дискуссия об отправке военных советников и инструкторов. Хотел спросить у вас, прокомментировать эти два решения, каково будет реакция России на них? Спасибо. С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет, они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению, для них несут потери. Я это знаю наверняка. Это не специально делается, на ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать. Это первое. Второе, что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Здесь нужно на две части разделить эту тему. Первое – это обычное оружие, ну, это вот система залпового огня, дальнобойные, там 70 километров или что-то подобное. Но они применяются давно. И действительно, украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно. А вот что касается средств поражения современных, высокотехнологичных средств поражения высокоточных и дальнего действительно радиуса действия, ну, таких как Storm Shadow британские или Атакамс американские, либо французские ракеты. Вот. Здесь что можно сказать? Я об этом тоже уже говорил, кстати говоря, по-моему, когда из Узбекистана выезжал. Но вот Атакамс 300 километров. Как они используются, как передаются? Вот они передали ракетную систему, да? Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Для этого нужно иметь спутниковую разведку. Потом на основании этой спутниковой разведки, а это американская спутниковая разведка, сформировать полетное задание, а потом ввести ее в ракетную систему. И тот военнослужащий, который рядом с ним находится, он делает это просто автоматически, кнопки нажимает. Он может даже не знать, что там произойдет дальше. В чем могут принимать участие украинские военнослужащие? Ну и не те, которые сидят и кнопки нажимают, а на более высоком уровне. В выборе цели они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают, наносить удар по этой цели или нет. Потому что, повторяю, формируется полетное задание и практически вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это Атакамс, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. Причем в случае с Storm Shadow там еще проще. Простота заключается в том, что полетные задания вводятся автоматически, без участия военнослужащих на земле. Автоматом. Это делают британцы, значит. Вот и все. А вот когда военнослужащие Бундесвера думали о том, наносить удар по Крымскому мосту, либо по другим объектам наносить, значит, ну, они же думали сами, за них никто не думал, правильно? Вот они и собирались это делать. То же самое касается французских специалистов. Это делают западные специалисты. Поэтому здесь у нас нет никаких иллюзий на этот счет. Ну, что мы должны делать в ответ? Первое. Мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным
поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Ну и в-третьих, конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Ну, в общем, это путь к очень серьезным проблемам. Ну, пожалуй, и все. Если у вас есть какие-то наводящие вопросы, пожалуйста, но я думаю, что вряд ли я смогу что-то добавить. Господин Поле, вы будете еще спрашивать? Или вы все услышали, что хотели? Avrei un'altra domanda, ma diversa da questa, non so se è il momento Есть еще giusto. один вопрос, другой, но не знаю, подходящий ли момент задавать его. Другого момента не будет. Мы сейчас разойдемся и все. Поэтому это подходящий. Я хотел задать вопрос по поводу Италии, если можно. Италия поддерживает Украину в политическом плане и в военном смысле, но заявляет также, что Италия не в состоянии войны с Россией. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали позицию итальянского руководства. Мы видим, что позиция итальянского правительства более сдержанная, чем политика многих других европейских стран. И мы, обращая на это внимание, соответствующим образом это оцениваем. Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы это как бы тоже имеем в виду. Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, ну, может быть, после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения, может быть, даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной. Грация, господин Поле. А у нас на очереди Корея. Вице-президент по цифровому развитию информационного агентства Орион Хаб, господин Пак Сан Хён. Пожалуйста, ваш вопрос. 네, 감사합니다. 네. 러시아는 극동 개발에 있어서 한국을 비롯한 동북아시아 국가들과 긴밀하게 협력해왔습니다. Россия тесно сотрудничает с Кореей в деле развития Дальнего Востока. 신임장을 제정하면서 한 러시아 관계 회복을 위한 준비가 돼 있다고 말씀을 하셨습니다. 현재 지정학적인 여건 속에서 러시아가 한국-러시아 관계를 어떻게 관리하고 발전시켜 나가실지. Когда вы участвовали в вручении величественных грамот новому послу Южной Кореи в Москве, вы сказали, что Россия готова к выстраиванию отношений с Южной Кореей. Какие планы в этом отношении? Вы знаете, мы так же, как в отношении Италии, могу сказать, что мы видим, что какой-то такой русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. И мы это высоко ценим. Но мы также видим, что происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений для последующего направления в зону боевых действий на Украине. Мы за этим тоже внимательно наблюдаем. Но очень рассчитываем на то, что российско-корейские отношения не деградируют, имея в виду и нашу заинтересованность в развитии двусторонних отношений применительно к Корейскому полуострову в целом.
К сожалению, все, что происходит, имеет негативные последствия для торгово-экономических связей, но очень рассчитываем, что достигнутый в прежние десятилетия уровень наших отношений все-таки хотя бы отчасти сохранится для того, чтобы иметь возможность восстанавливать их в будущем. Но сегодня, к сожалению, по многим направлениям нашего сотрудничества со стороны Кореи созданы известные проблемы. Очень жаль. Мы работаем с другими странами, хотя продолжали бы работать и с Кореей, но это не наш выбор, это выбор корейского руководства. Но с нашей стороны, пожалуйста, канал открыт. Мы готовы. Большое спасибо, господин Пак, за ваш вопрос. Владимир Владимирович, позвольте мне задать вам вопрос от информационного агентства ТАСС. Ну, конечно. Я хочу, чтобы мы вернулись к российской экономике. Это из разряда, знаете, как из анекдота. Так бы и слушал. Вот вы уже рассказали о текущем состоянии экономики. А вот помните, были такие замечательные люди, которые говорили, что российская экономика уже порвана в клочья. Потом мы обложены были и сейчас обложены тысячами санкций. У нас третий год идет специальная военная операция. А вот дальнейшие перспективы экономики, они такие же прекрасные, как ее сегодняшнее состояние? Что вы считаете? Некоторые наши недоброжелатели считают, что вот эти многочисленные санкции, а их там 16-17 тысяч, нет другой страны в мире, против которой было бы введено такое количество санкций. Они, конечно, мешают, это безусловно. И вот эти самые недоброжелатели полагают, что в среднесрочной перспективе это так или иначе на нас негативным образом отразится. Это имеет под собой определенные основания. Те, кто так думают, имеют право так думать. Но особенно это касается высоких технологий, некоторых других направлений деятельности современных, там искусственный интеллект и так далее. Значит, микроэлектроника, все знают на самом деле. Все знают, проблемные вещи. Но здесь есть два «но». Во-первых, в какомовских списках в отношении России, даже в самые лучшие годы наших отношений с так называемым коллективным Западом, так никто и не отменил. Вот что любопытно. То есть все равно ограничения были. И у меня есть все основания полагать, что рассчитывать на какое-то уж такую тесную кооперацию в наиболее чувствительных высокотехнологичных областях нам все равно бы не удалось. Нечего было на это рассчитывать. Но проблемы, конечно, создаются, мы их видим, но, как это ни странно, может быть, и для нас самих, мы их преодолеваем. То, что мы раньше в большом количестве закупали, когда мы столкнулись с тем, что нам нельзя закупать, приходится включать мозги, приходится обращаться к нашим не только производителям, но и к нашим разработчикам, которые делают. Они не просто занимают места уходящих или ушедших с нашего рынка западных производителей. Они их подхватывают и быстро развивают. И вот я думаю, что такого эффекта не только наши недоброжелатели не ожидали, мы сами отчасти не ожидали. Ну, самый такой примитивный пример. Я сейчас не буду говорить, из какой области, так? Но спрашиваю производителя. Вот закупали, кстати говоря, там бак какой-то во Франции. Ну, просто достаточно примитивный. Тем не менее, там и металлы сложные и так далее. Перестали поставлять. Я говорю, ну и что вы сделали? Разместили, по-моему, в Нижнем Новгороде заказ. Я говорю, сделали не хуже, даже лучше по качеству. И в 3 раза дешевле.
Вы понимаете, в чем дело? Это самый простой пример. Вот поверьте мне, это из жизни. И так по очень многим направлениям деятельности. По очень многим направлениям деятельности. Отсюда такой рост. Я думаю, что отсюда такой рост. 3,4% ВВП. Но он, этот рост, и все равно будет иметь определенные ограничения. Вот это вот занимаемые нашими производителями ниши и следующие шаги по развитию этих ниш, с которых ушел западный производитель. И рост на этой базе, он все равно имеет какие-то ограничения. Мы это понимаем. Поэтому в целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей – это технологическая независимость. Мы намерены, мы уже это делаем, и намерены в будущем вкладывать туда определенные и немаленькие ресурсы для того, чтобы догнать то, чего еще нам нужно догонять. Или, может быть, сделать какое-то движение вперед, так чтобы перескочить какие-то переделы. Мы понимаем это, отдаем себе в этом отчет. Получится у нас или нет, я заранее не могу сказать, но мы все-таки оптимистично настроены. Думаю, что получится. Особенно, если мы вынуждены это делать. Если вдруг все изменится, и нам будут давать дешевый высокотехнологичный товар, то дело не в правительстве, дело в участниках экономической деятельности. То участники экономической деятельности могут перескочить, понимаете, опять, перескочить на западного производителя, который дает товар достаточно хорошего качества и по приемлемым ценам. Но если этого не случится, вынуждены будем делать сами. Да, может быть, какие-то цели мы вынуждены будем, как говорят там, в правительствах, сдвигать вправо, то есть сдвигать по срокам. Но мы сделаем, в основном сделаем. Но вот я все время привожу этот пример. Мы самолет делаем МС-21, и там крыло. Да? А он современный самолет из современных материалов. В крыло вставлены жгуты, да, из современных материалов. Но американская администрация взяла и поставила их под санкции, имея в виду, что это якобы двойного назначения. Дурь полная, ничего там двойного назначения нет. В связи с чем? В связи с тем, что это конкурент Боингу 737, по-моему, не помню, по-моему, вот такого же среднемагистрального самолета. Ну да, и у нас как бы производство немножко встало. Нам пришлось над этим поработать. Но мы это сделали. Ушли вправо по графику на 2 года, правда. Ну все, теперь сделали, он летает, самолет. То есть мы по всем, у меня нет сомнений, что мы все сделаем. Вопрос только в сроках. Но, конечно, сроки тоже важны, потому что пока мы что-то делаем, кто-то уже уходит вперед, мы это тоже понимаем. И будем стараться работать на опережение. То есть ничего критичного из того, что происходит по преодолению этих санкций, у нас не возникает, слава богу. И, надеюсь, не возникнет. Спасибо большое, Владимир Владимирович. И очень логично сейчас подойти к стране, которая лидирует по количеству санкций в отношении России. Это Соединенные Штаты Америки. 3500 против нас введено санкций. Сегодня с нами за столом главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского информационного агентства Associated Press Джеймс Джордан. Пожалуйста, господин Джордан, ваш вопрос президенту Путину. Спасибо большое. Благодарю вас, президент Путин, за возможность напрямую обратиться к вам. Более 2 лет тому назад вы направили российские войска на Украину, как вы говорите, для того, чтобы защитить русских граждан и также русскоговорящих граждан на Донбассе и обеспечить безопасность восточной границы России. С тех пор 1000 людей погибли с обеих сторон. А враждебные действия перекинулись даже на некоторые российские регионы. В последние несколько часов западные официальные лица подтвердили нашему агентству, что Украина использовала в последние несколько дней западное оружие на российской территории. Считаете ли вы, что это дополнительная провокация в развитии вопроса, заданного моим коллегой? Как вы считаете, чего Москве удалось добиться за последние 2 года и каким образом положить конец боевым действиям?
Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от... Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территориях юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей. И это, на мой взгляд, основное. Мы также показали и сами себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться. Что касается второй части вашего вопроса, что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение 2, максимум 3 месяцев. Вот и все. Это первое. Второе. Мы призываем никому не мешать возможному мирному процессу. Уважаемый господин Джордан, я вынужден сейчас напомнить то, что происходило в конце 2022 года. Ведь мы же договорились с Украиной о том, что мы готовы подписать с ними соглашение, которое отвечало на несколько ключевых вопросов. Первый вопрос для Украины – это система обеспечения ее безопасности. И Украина в проекте этого соглашения прописала это таким образом, что она не является членом НАТО, она придерживается нейтралитета, но обеспечение безопасности прописано таким образом, что это очень близко к уставу НАТО. 4 и 5 статьи устава НАТО. Наверное, нет необходимости вдаваться в детали, но это означало, что все подписанты должны были бы оказывать в случае необходимости помощь Украине военным путем и так далее, и так далее. Для нас это сложный вопрос, и я сказал, что над этим нужно подумать, но это возможно к обсуждению. То же самое касалось интересов России. Это, повторяю еще раз, нейтральный статус Украины, не вступление ее ни в какие блоки. Это ограничение в известной степени вооружения и так далее. И это, безусловно, то, в чем заинтересована Российская Федерация. Кроме этого, как вы помните, мы говорили о денацификации Украины. И я был очень удивлен, когда меня начали спрашивать, а что же такое денацификация? Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма. Как это не покажется странным, но и здесь у нас нашлась общая платформа. Так же, как и по другим ключевым вопросам, необходимым для урегулирования этой кризисной ситуации мирным путем. И если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ, я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало в целом украинскую сторону. А если мы это приняли, значит, это в целом устраивало и Россию. Я не хочу вас ставить в какое-то сложное положение, но тем не менее задам риторический вопрос.
Зачем же господин Джонсон приехал в Киев и рекомендовал выбросить этот договор в помойку? Зачем же он поставил перед украинскими коллегами своими цель добиваться победы на поле боя, добиваться стратегического поражения России? Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве. Публично. Вот у меня риторический вопрос. А зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор? Ну, могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, именно подвести дело к разрушению России, к тому, чтобы любой ценой добиться стратегического ее поражения и так далее, и так далее. Поэтому вы меня спросили, что же нужно делать. Надеюсь, что я дал достаточно полноценный ответ. И вот когда у вас будет такая возможность поговорить с руководством своей страны, спросите, пожалуйста, их, зачем вы помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной? То, что я вам сказал, это мои только предположения, зачем они это сделали. Но, может быть, есть какой-то другой, более полноценный и официальный ответ. Но я за своих коллег из Соединенных Штатов, из Великобритании, конечно, этот ответ полностью дать не могу. А то, что господин Джонсон приехал и сделал это не только по собственной инициативе, но уверен и при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких. Спасибо, господин президент. С вашего позволения, позвольте задать еще один краткий вопрос, не связанный с Украиной. Это касается журналиста Эвана Гершковича, который находится в заключении в течение более года. Пока что не было обнародовано никаких свидетельств относительно преступлений, совершенных им. Вы не могли бы сообщить нам о тех переговорах, которые, быть может, сейчас ведутся с США относительно его освобождения, когда мы сможем его увидеть? Вы знаете, вы считаете, что он ни в чем не виновен. Российские правоохранительные органы и специальные службы считают, что он совершил действия, противозаконные действия, которые называются шпионажем. Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности. Знаю, что администрация Соединенных Штатов действительно предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Это правда. Но такие вопросы решаются не через средства массовой информации. Они любят такого тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами. И, конечно, они решаться должны только на основе взаимности. Соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом. Спасибо, господин Жордан. А у нас Турция. Заместитель генерального директора, главный редактор турецкого информационного агентства «Анадолу» Юсуф Осхан. Пожалуйста, господин Осхан, ваш вопрос. Спасибо большое, господин президент, за то, что пригласили нас сегодня. Я хочу задать вопрос в развитии того вопроса, который я задал 3 года тому назад. Это было по Зуму. Вопрос касается Газы, войны в секторе Газа. Миллионы людей по всему свету выступают против атак против народа Газы, что достигает уровня геноцида в настоящий момент. Каким образом, желает ли Россия сыграть какую-то роль в нахождении решения того, что сейчас происходит в Газе? И желаете ли вы задействовать механизмы Совета Безопасности
Потому что не только жители Газа, но также жители Палестины в целом, а также люди различного происхождения, вероисповедания, этнической принадлежности, люди вообще никак не связанные с Палестиной. В принципе, люди по всему миру призывают мировые державы положить конец происходящему сейчас в секторе Газа. Спасибо. Первое, что хочу сказать, что, конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения в любом месте и в любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе, в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения. Я могу только повторить официальную позицию России на этот счет. Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов, которая монополизировала израильско-палестинское урегулирование, отодвинула все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос. Ну, может быть, кто-то в администрации считал, что чем меньше мнений, тем быстрее можно добиться каких-то договоренностей. Но практика показала, что это не так. Первое. Второе. Решить вопрос с помощью каких-то материальных подачек тоже не перспективно. Мы об этом говорили. Говорили о том, что вряд ли удастся подменить решение политических вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, на историческую перспективу с помощью раздачи каких-то экономических пряников. Да, это нужно для создания атмосферы решения, определенных проблем. Но все-таки нужно решать по сути, нужно решать политические вопросы. А главный из них какой? Это создание двух государств, как было и предусмотрено изначально при решении ООН создать два государства на этой территории. Палестинское государство и еврейское государство. Поэтому без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно. И должен сказать, что в этом смысле российская позиция, она является принципиальной, она не подвержена конъюнктуре, любой текущей конъюнктуре. Мы давно признали палестинское государство в качестве такового, еще с советских времен. В этом смысле у нас позиция не поменялась. Мы знаем, что президент Эрдоган предпринимает энергичные усилия для того, чтобы эту очень острую и застарелую проблему решить. Но и учитывая авторитет президента Эрдогана и в регионе, и в мире, и в исламском мире, очень рассчитываем на то, что его вклад будет заметным. Мы со своей стороны готовы сделать все, что зависит от России, для того, чтобы ситуацию разрешить, имея в виду в том числе и наши отношения, которые сложились с государством Израиль на протяжении последних десятилетий. Господин Асхан, есть ли у вас второй вопрос? Пока есть возможность. Yeah, I can follow up on that. Thanks for your answer. Sorry. Also another question. Да, у меня есть еще один вопрос. Он связан с отношениями Турции и России. Вы вели переговоры на протяжении последних 10 лет. И одним из мегапроектов, которые Турция и Россия вместе построила, это АЭС Аккую. Итак,
теперь, смотря в будущее, есть ли какие-то изменения с российской стороны, какие-то подвижки в том, что касается production or the construction строительства газового хаба, центра, который обсуждался в последние годы. Есть ли какие-то новости с российской стороны по поводу этого проекта? Или есть еще какие-то будущие проекты, которые обсуждаются между двумя странами? Спасибо. Что касается АКУЮ, то все идет по плану, все в графике находится. Все абсолютно в графике. Нет никаких задержек, работает большое количество людей. И строители, главным образом, привлекаются строители из Турции при осуществлении большого объема строительных работ. Наши специалисты работают в Турции. Мы благодарны турецкому руководству за условия, которые были созданы для этой работы. Первый блок заканчивается. Ну и по всем блокам идет абсолютно нормальная работа. Что касается углеводородов, то, да, кстати говоря, я уже говорил об этом, могу повторить, мы не просто строим станцию, мы же кадры готовим. Да? Мы готовы забирать отработанное топливо и так далее. Мы отрасль создаем. Это не просто станция. Это новая отрасль экономики и энергетики Турции. И президент Эрдоган сделал такой вот стратегический выбор, на мой взгляд, очень правильный. В том числе это позволяет избавиться от зависимости от углеводородов. Что здесь говорить? У нас надежная работа, партнерство надежное очень. Что касается газового хаба, то да, здесь мы думаем над этим. «Газпром» с «Боташ», с другими партнерами, ВКонтакте. Но чтобы было понятно только, я все время стараюсь это объяснить, это не просто газовые хранилища, это площадка, электронная площадка на первом этапе для торговли газом, в том числе прежде всего на Европу. Но хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и голубой поток, который проложен по дну Черного моря в Турцию. И газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой. И турецкий поток, из которого газ идет в том числе и в Европу. Но нам приходится охранять оба этих газовых маршрутов по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае, корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам. А вот в последние, вот буквально недавно, не знаю, дней 7, наверное, 10 тому назад, значит, украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию. Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию. Это не шутка, это не преувеличение никакое. Вот просто 2 беспилотника были подавлены системами РЭП российской армии, упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря. Это я здесь ничего не накручиваю, ничего не придумываю. Так оно и есть. Просто вот проинформируйте, пожалуйста, нашего друга, президента Эрдогана, о том, что происходит в реалиях. А корабли, которые охраняют эту газотранспортную систему, проложенную по дну Черного моря, да, постоянно подвергаются атакам этих беспилотных катеров, бэков, которые, кстати, поставляются европейскими странами, Украине. Вот они предпринимают атаки на наши корабли в Черном море, охраняющие эти 2 трубопроводные системы. Надо бы об этом почаще, наверное, говорить и пояснее, да? Ну, как-то вот с точки зрения пропаганды, на которую так жаловался наш испанский коллега, у нас как-то не всегда хорошо. Но это в реалиях происходит постоянно. Но отношения в двустороннем плане развиваются достаточно успешно. И товарооборот растет. Правда, я так смотрю со стороны, что происходит.
мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Ну, наверное, это неплохо. Наверное, неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует. Но это вопрос такого специального рассмотрения, может быть, отдельно. Мы смотрим по цифрам просто. А макроэкономические показатели, они пока требуют особого внимания со стороны правительства Турции. Но я не хочу вдаваться в детали. Хотя они мне известны хорошо, я погружен в материал. Я понимаю, что там происходит. Большое спасибо за вопрос, господин Асхан. Владимир Владимирович, вы совсем недавно были с государственным визитом трехдневным в Узбекистане и оценили этот визит как очень плодотворный и успешный. А вот теперь к вам в Петербург прилетел гость из Ташкента. Это Абдусаид Кучимович Кучимов, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана. Абдусаид Кучимович, вам слово. Спасибо вам. Владимир Владимирович, в недавних переговорах в Ташкенте вы с президентом Шавкатом Мирзиёевым обменялись мнениями и по актуальным международным вопросам. Для нас, Узбекистана, чрезвычайно важны мир и стабильность на соседней афганской земле. К сожалению, мы наблюдаем, что события на Украине полностью вытеснили из глобальной повестки не менее острую, на наш взгляд, афганскую проблематику. Хотя существует объективная необходимость выстраивать взаимодействие с новыми властями Афганистана, помочь в решении социально-экономических проблем многострадания афганского народа. Более того, мы можем выдать твердые стремления нового правительства Афганистана, то есть Талибана, с установлением мира в стране, конструктивному сотрудничеству со всеми государствами. В связи с этим мой вопрос. Насколько важно для Российской Федерации поддерживать диалог с Афганистаном? Занимает ли сейчас афганское направление важное место в российской политике? И каково ваше отношение в процессе вокруг этой страны? Спасибо. Во-первых, хочу подтвердить, что визит в Узбекистан был очень основательным, плодотворным, результативным. Такого формата, пожалуй, у нас пока ни с кем не складывалось. А именно, что я имею в виду? По инициативе президента Мирзиёева мы не только приехали в Узбекистан по приглашению президента с большой правительственной делегацией, но одновременно проводили встречу руководителей регионов. И получилось так, что полправительства России приехало в Ташкент, так, и огромное количество руководителей регионов Российской Федерации. Некоторые руководители регионов России с удовольствием общались даже с руководством обновленного правительства Российской Федерации в Ташкенте, что было любопытно. Но и между собой очень активно взаимодействовали. И это оказалось очень полезным. Очень полезным, даже неожиданно для меня. Это первое. Второе, мы обсуждали и проблему Украины, и президент Мирзиёев, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса. Неоднократно говорил о озабоченности Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине. Но мы благодарны президенту за то, что политика Узбекистана здесь носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный. Что касается Афганистана, то мы говорили много и об этом. Проблема, с которой сталкивается Узбекистан, это проблема выхода
к Мировому океану, к морям, это все понятно. Да, здесь разные существуют варианты, в том числе это развитие логистики через территорию Афганистана. Всякая разная логистика. И трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного. Это поставка энергоносителей, и электроэнергии и так далее, и так далее. И, конечно, в этой связи и для Узбекистана, и для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий, Талибы контролируют власть в Афганистане. И, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне Организации Объединенных Наций, в том числе, были исполнены, в том числе, чтобы эксклюзивная была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос, но надо выстраивать отношения с правительством Талибана. И в целом у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше. Но надо же как-то налаживать отношения с соседней стороной. Тем более, что у Узбекистана большая протяженность границ, и нужно и безопасность обеспечивать, и, повторяю, логистику развивать. Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности. Спасибо большое. Спасибо, Абдусаид Кучимович. Ну и, наконец, наш дальневосточный сосед, исполнительный директор японского информационного агентства Киода Тосимицу Саваи. Господин Саваи вообще-то очень опытный международный журналист со стажем. На протяжении своей карьеры он работал корреспондентом в самых разных уголках земного шара. Например, в Кении, Таиланде, Пакистане, США. Господин Саваи, прошу, ваш вопрос. Владимир Владимирович, большое спасибо, Владимир Владимирович, что вы предоставили мне сегодня такую ценную возможность задать вопрос вам. Сейчас в дальневосточном регионе мира очень много моментов, которые представляют некое беспокойство для Японии. Ну, во-первых, это территориальные проблемы с Россией. Кроме того, это военное сотрудничество с Россией и Северной Кореей, которое сейчас углубляется. Вот с этими двумя проблемами мы сейчас столкнулись в Японии. Что касается территориальных вопросов и территориальной проблемы, такой вопрос. Вы в Хабаровске в этом году сказали, что обязательно поедете на 4 этих спорных Курильских острова. И есть ли у вас уже конкретные планы, график? Вы... Как вы считаете, у нас сейчас такая ситуация, что переговоры приостановлены, и если вы посетите эти территории, то наши отношения двусторонние получат еще больший удар. Расскажите, пожалуйста, как вы планируете. Что касается японо-российских переговоров и возобновления их в период проведения СВО Украины. Эти переговоры были приостановлены, и с тех пор потомки бывших жителей острова не могут ли получить возможность возобновить свои визиты для посещения могил предков на островах? Пардон. У нас отношения с Японией развивались достаточно уверенно, поступательно. И очень много вопросов было, конечно, особенно тех, которые касались основного ключевого момента в наших отношениях. Это мирный договор. Мирный договор
понятно, сложно было решать без определения вопросов, связанных с Курильскими островами. Мы отдавали себе в этом отчет, но еще в 50-е годы, мы с вами об этом хорошо знаем, еще советское правительство принимало решение, по-моему, в 1956 году, декларацию подписали о том, что Советский Союз готов передать Японии 2 из этих островов, из этой гряды. Правда, не было сказано, на каких основаниях. Не было сказано, под чьим суверенитетом будут острова. Не было сказано о других условиях, возможно, материальных, еще каких-то. Но сама по себе идея передачи, она прозвучала в этой декларации. Более того, это было даже ратифицировано Верховным Советом СССР. Потом почему-то японская сторона отказалась исполнять эти договоренности. Ну и, соответственно, Советский Союз тоже объявил о том, что он снимает эту ратификацию. По просьбе японской стороны мы вернулись к рассмотрению этих вопросов. Диалог шел непросто, но все-таки он имел место. Вот вы сейчас сказали о нескольких проблемах. Посещение островов. Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России. И поэтому я не понимаю, почему я должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации. Это во-первых. А почему мы так делаем? Почему мы так считаем? Потому что были соответствующие документы подписаны, в том числе в Соединенных Штатах, делегациями с 2 сторон. И это один из результатов Второй мировой войны. А результаты Второй мировой войны мы не пересматриваем. Это не значит, что не было возможности как-то договариваться. Это тонкий вопрос. Но он лежит в плоскости черное и белое. Там все гораздо сложнее. Но ничего, мы же не боялись вести диалог по этому направлению. Поэтому первое, что я хочу сказать, не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, пока не планировал. Ну, в силу просто занятости вопросами другого характера. Но вот вы сейчас сказали о том, что мое посещение приведет к проблемам по решению вопросов, связанных с подготовкой мирного договора. Уважаемый коллега, а объявление Японии о том, что она присоединяется к попыткам добиться стратегического поражения России, это, как вы думаете, не является препятствием для продолжения диалога по мирному договору? Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России. И вы думаете, что это хорошее условие для проведения переговоров по мирному договору? Вы думаете, что мое гипотетическое желание посетить острова – это серьезнее, чем заявление правительства Японии о том, что нужно добиться стратегического поражения Российской Федерации? Я понимаю, что это не ваш личный вопрос, это вопрос, который продиктован там редакцией и так далее. Но вы задайте этот вопрос своим руководителям. Это первое. Второе, мы видим ангажированность Японии сегодня в этом украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны. Мы ничего не делали
в двусторонних отношениях, что усложняло бы российско-японский диалог. Ничего. Все, что было сделано со стороны Японии. Теперь по поводу отношений России и Корейской Народно-Демократической Республики. Ну, можно как угодно относиться к тому, что было, к тому, что есть. Ну, во-первых, на мой взгляд, Корейская Народно-Демократическая Республика неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе и с Соединенными Штатами. Думаю, именно эта готовность к переговорам послужила поводом для встреч бывшего президента США господина Трампа с Ким Чен Ыном. Вот и американская сторона тоже видела готовность. Более того, ведь договорились же с американцами, северокорейцы, о том, что они не будут проводить испытаний, не будут даже ликвидировать там какой-то полигон свой. Не только договорились в ответ на соответствующие шаги со стороны Соединенных Штатов, в том числе в банковской сфере, но и сделали это. Они же сделали это. Что получили в ответ? Соединенные Штаты в одностороннем порядке нарушили эти договоренности. Причем впрямую, без всяких стеснений. Ну, естественно, корейцы взяли и вышли из этих договоренностей. И что? И что же нам мешает развивать отношения со страной, с которой у нас общая граница? Есть некоторые вещи, которые, знаете, даже у меня вызывают вопросы. Да, мы в свое время поддержали там некоторые шаги в отношении Северной Кореи. Ну, например, в области трудовой миграции. Я честно, все вам говорю, все же работаете в сфере информации, вы все люди вовлеченные в эти процессы, в материале. Но зачем мы это сделали, честно говоря? Ну что такого? Трудовые мигранты, какую угрозу они представляют и для кого? Так-то странно. Мы заботимся об экологии, да? Заботимся о каких-то птичках, там, о каких-то морских животных, о том, об этом. А то, что люди с голоду будут умирать, не потому, что они какие-то воинственные уж больно, они лично, граждане, физические лица, просто граждане страны, а им запрещено где-то работать, ограничивают это, возможность зарабатывать для того, чтобы они могли прокормить свои семьи. Странно как-то. Странно. Знаете, даже вот сейчас отвлеченно говорю от всех проблем, которые возникают. Знаете, так и будет всегда в мире, если кому-то будут угрожать. Вот им угрожают, они отвечают. Если бы не было угрозы, я думаю, что бы постепенно ядерный вопрос решался бы. Постепенно решался бы. Но им же постоянно угрожают. А им что делать в ответ? Что касается наших отношений с Северной Кореей, с Корейской Демократической Республикой, ну, соседи наши. Мы будем развивать отношения. Нравится это кому-то или нет? Большое спасибо за вопрос. Владимир Владимирович, просит слово Сабиян Акхул из Рейтера. Не сможем отказать, да? Пожалуйста, ваш вопрос. Да, вы знаете, у меня есть два вопроса. Во-первых, в развитии происходящего в Газе. Война продолжается 8 месяцев. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что он не остановится, пока Хамас не будет побежден. Этого еще не произошло. Какие сценарии вам видятся? Как этот кризис будет разворачиваться далее? Далее, с учетом ваших дипломатических отношений с палестинскими властями, с Хамас, вашего влияния, даже со странами Персидского залива, как вы считаете, можете ли вы сыграть ведущую роль в посредничестве и в том, чтобы положить конец этому конфликту на основе создания двух государств, как это предусмотрено Мадридской конференцией? Есть ли надежды для палестинского государства? Это мой первый вопрос. Мне кажется, надежда есть. Надежда есть в том числе и потому, что и в Соединенных Штатах,
и в самом Израиле есть люди, которые выступают за создание именно двух государств. И полагают, что именно на этом пути, на пути создания двух суверенных государств, и на этом пути и можно найти путь к миру. Можно найти формулу мира. Должна ли Россия играть какую-то ведущую роль? Я думаю, нет. Ну, там много игроков, которые вовлечены в этот конфликт и имеют огромное влияние на происходящие события. Но внести свой вклад в попытку урегулирования мы, конечно, можем. С учетом и наших отношений, которые сложились за последние десятилетия с Израилем, и учитывая наши традиционные отношения, доверительные очень, с исламским, арабским миром, я думаю, что решающий вклад все-таки должны внести страны региона и организации исламской конференции, значит, Лига арабских государств, это соседние государства, Египет, конечно, Саудовская Аравия, страны залива, Турция, как один из ведущих игроков в исламском мире. Ну, разумеется, Соединенные Штаты. Мы совершенно не придерживаемся какой-то экстремистской позиции, что Соединенные Штаты должны быть исключены. Но зачем? Боже упаси, это невозможно. И Израиль, конечно. Но нужно найти золотую середину. Я повторяю еще раз, я думаю, что это можно сделать с учетом настроения в американском, в израильском обществе, ну и, соответственно, тем более с учетом настроения в исламском, арабском мире. Мы пытаемся оказать посильное для нас влияние на происходящие события, в том числе имея в виду гуманитарный аспект. Как вы знаете, мы сыграли определенную роль при освобождении нескольких заложников с российскими корнями. Мы и дальше продолжаем эту работу с нашими партнерами, с которыми вы правы. У нас устойчивые, доверительные отношения, сложившиеся на протяжении десятилетий. Но нужно вместе работать. Не нужно монополизировать эту работу. Это вредно, потому что монополизация, может, и хороша была бы, если бы тот, кто монополизирует, придерживался бы такой нейтральной позиции. Но монополисту не удается придерживаться нейтральной позиции. Он неизбежно встает на позиции одной из сторон. И все рассыпается. И приводит вот к таким трагедиям, которые мы сейчас переживаем. Вот так в общем. Да, пожалуйста. И относительно сценариев, как вы видите сценарий развития конфликта в Газе? И последний вопрос еще после этого. Ну, хорошо. Ну, вот мы несколько раз выступали с инициативами в Совете Безопасности ООН о прекращении огня. Ну, Соединенные Штаты блокируют, вето накладывают. Если бы мы работали солидарно, договаривались бы, вот это был бы правильным сценарием. Нам пока не удается. Мы выступаем впрямую за прекращение огня, вето. Еще инициатива вето. А если бы мы не занимались взаимным ветированием, а так, на основе заинтересованности в решении проблемы попытались бы договариваться, то, наверное, бы это и было бы путем к решению проблемы. И еще один вы хотели задать? Да. Возвращаясь к Украине, что послужило бы спусковым крючком для ядерной войны и насколько близки мы к этому риску? Вы знаете, вот нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой. Значит, знаете, это такая тема очень жесткая.
Вот, значит, американцы – единственная страна, Соединенные Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне. Хиросима, Нагасаки – 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие – 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Ну, давайте не доводить до, не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Ну, нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально. Я надеюсь, что так и все в мире будут относиться к вот таким, к решению вопросов подобного рода. Спасибо, Самия Нахкул. Спасибо. Иранское агентство ИРНА. Алина Дери просит задать еще один вопрос. Пожалуйста, господин Надери. Бог помощи, вот уже 3 часа, как мы продолжаем наш разговор. В своих выступлениях вы говорили о санкциях, а также говорили о присоединении Ирана к Шанхайской организации сотрудничества, а также к организации БРИКС и сотрудничеству в рамках этих организаций для создания многополярного мира. И мой вопрос заключается в том, как вы видите мир в будущем, мировой порядок в будущем, с учетом воли различных независимых стран. По-вашему, сохранится ли монополизм и однополярный мир? Вы знаете, ведь что произошло? Мы много раз об этом говорили, и лучше вас этого никто не знает. Советский Союз рухнул, развалился, или его развалили, неважно, важно, что он прекратил существование. И осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече боженька заснул, и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы. Ну вот один из западных европейских политиков сказал, что не я сказал, не я, хочу, чтобы всем это было понятно, сказал, что все европейские государства – это малые государства, только не все еще это поняли. Вот смотрите, как Азия развивается. Ну, вот Китайская Народная Республика, 1,5 миллиарда человек. В Индии уже больше, наверное. Огромными темпами развиваются другие страны и Азии, и Южная Азия, и Юго-Восточная Азия. Вон та же Бангладеш, так, Пакистан, Индонезия. И темпы развития большие. И население растет. И, судя по всему, тенденции такие, что вот развитие туда перекачивает потихонечку. У них несколько процессов в этом регионе мира происходит, догоняющие не только темпы роста, но и догоняющие уровень жизни. Все это неизбежно будет приводить к изменению конфигурации в мире. И уже сегодня нельзя говорить о каком-то монополизме. Но его уже не существует. И мир, безусловно,
может существовать только тогда, когда он многообразен, в своем многообразии. Если это будет полная монополия, то это будет ужасно. Так же, как в природе и в политике, мир всегда многообразен. Я не знаю, хорошо ли это для самих Соединенных Штатов, что такая монополия создалась после развала Советского Союза. Ведь это потребовало от самих Соединенных Штатов каких-то дополнительных усилий. Вот смотрите, Соединенные Штаты тратят совокупно на оборонные расходы больше всех стран вместе. Больше, если все расходы всех стран мира объединить, сложить, все равно США тратят на оборону больше, чем все страны вместе. А почему? Огромные деньги идут на содержание баз за границей. Вот меня часто спрашивают, а как-то вам удается, да, иметь такие современные вооружения, как, скажем, планирующие блоки «Авангард», ну, условно, да, или как другие. Значит, потому что мы концентрируем усилия, финансы, административные ресурсы на решение главных задач. А Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил. Потому что если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное. Я сейчас ни в чем никого не обвиняю. И у нас много воровства и жульничества везде, и в ваших странах везде. Но в Штатах больше, в армии. Почему? Потому что на содержание всегда больше воруют. Это просто неизбежно. Вот. Значит, уходят огромные ресурсы уходят на поддержание своего статуса империи. Идет ли это на пользу гражданам Соединенных Штатов или нет? Я думаю, что нет. Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают. И исследователи в США знают об этом. Прямо об этом говорят и прямо об этом пишут. Я их читаю. Вопрос в том, как это, с какой скоростью сход с орбиты будет. Но вот если бы были умные люди, они бы читали бы то, что пишут их исследователи, и приспособились бы к этому. И дольше бы продержались на Олимпе. Но сегодняшнее руководство хочет любой ценой удержать это имперское положение. И только наносит себе ущерб. Но изменения все равно происходят. Они неизбежны, они уже идут. Никакого однополярного мира уже нет. Мне кажется, что задача для всех нас заключается в том, чтобы мы и в Штатах, и в Европе, и в России, и в Азии, чтобы мы, понимая это, не дошли до какой-то крайности, о которой говорила наша коллега из Британии. И чтобы мы, понимая это, сдерживали свои амбиции и умели договариваться, а не отговаривать от договоренностей. И тогда, значит, мир будет изменяться, но без тех катаклизмов, которые всех так пугают. Sorry. Сегодня у меня был еще один вопрос, на который сегодня Международное ядерное агентство МАГАТЭ выпустило документ против Исламской Республики Иран с учетом того, что в настоящее время Иран, имея выход еще с учетом того, что Америка вышла из ядерного соглашения и в МПТ участвовала, вот это соглашение было вновь принято, и мне кажется, что необходимо использовать некое агентство, некий орган, который был бы более профессионален, более компетентен для того, чтобы, возможно, он был использован для того, чтобы был использован в качестве оружия. И вот, как вы думаете, с чем связана эта ситуация? Я не очень уверен, что я понял ваш вопрос, но
Но Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором вы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну, это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. Но если ключевой игрок вышел из соглашения, почему на Иран-то должна лежать такая нагрузка по соблюдению? Тем не менее, знаете, даже мы уговаривали Иран не совершать никаких каких-то резких шагов, не выходить из этого соглашения, чтобы не обострять отношения с Европой. Вот я вам такую тайну раскрою, хотя это тайна Поли Шанеля, как у нас говорят. Мы тоже иранское руководство уговаривали, да, спокойнее, только хуже для вас будет, лучше соблюдайте это соглашение. Но так я про себя все время думал, почему иранцы должны его соблюдать, если другие выходят? Непонятно. Вот, но в целом, конечно, нужно искать какие-то механизмы, которые были бы стабильными. Как, это же всем понятно. Сегодня подписали соглашение, завтра из него вышли. Как работать-то? Где же, вот нам все время говорят, здесь важно, очень важно доверие. Ну где же это доверие-то? Откуда оно возьмется? Ну, поменялась, одна администрация ушла, другая пришла. И тут же все ранее принятые на себя обязательства в помойку. Это вот так же, как сегодня вот у нас каждый думает о своем, я о своем. Значит, вот коллега из Соединенных Штатов спрашивал про возможные договоренности с Украиной. Ну да, мы вот подписали, вышли практически на подписание соглашения с Украиной. Да? Ну, правда, вот с подачи Соединенных Штатов и Великобритании все это было выброшено в помойку. А сегодня как договариваться? Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить. Ну, это же вопрос. Есть 103-я статья Конституции Украины. Там прописано, что президент избирается только на 5 лет. Есть 83-я статья Конституции Украины, где написано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется. Но про возможность пролонгировать срок полномочий президента там ничего не сказано. Ничего не сказано. Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что приходят полномочия к парламенту, да, и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Выборы президента не проводятся. Но там же не написано, что они пролонгируются. Вы понимаете? Там же это не написано. Написано, что выборы не проводятся президента. Но где написано, что они пролонгируются? Нет там этого ничего. А если не написано, значит нет. Напротив, есть статья 109 Уголовного кодекса, по-моему, Украины, где написано, что это называется, значит, захватом власти. И с кем подписывать договор. Значит, но это, тем не менее, все можно решить, обо всем можно договориться. Там полнота власти, если переходит к спикеру парламента, значит, было бы желание подписывать договор. С кем это найдем? Это другой вопрос. Но что касается Ирана, то да, я с вами согласен. Нужен какой-то инструмент, его, видимо, нужно вырабатывать заново,
который был бы и легитимным, и надежным, с тем, чтобы все участники этого процесса не чувствовали себя в опасности, что завтра все предварительные условия будут ликвидированы. А на одну из договаривающихся сторон будет возложена вся ответственность за несоблюдение того, что они на самом деле ничего не нарушали. و نظر شما در مورد اقدام امروز آژانس بین المللی. Да, и что касается сегодняшних действий МАГАТЭ, касательно публикации резолюции относительно Исламской Республики Иран, я хотел бы услышать ваше мнение. Спасибо. Я не видел пока этого. Просто я должен посмотреть текст, что я же не знаком с этим. Мы с вами здесь полдня уже беседы ведем. Да. Вы мне покажите, тогда я постараюсь свое мнение сформулировать. Я пока не могу, потому что я не видел эту резолюцию. Спасибо, господин Мадири. Владимир Владимирович, говорим почти 3 часа. Будем закругляться, да? Пожалуйста, если есть что-то, что вы считаете важным, и что мы еще не отметили, то пожалуйста. Агентство ДПА Германия. Да, пожалуйста. Еще один вопрос, пожалуйста. Ich bin ganz ohr. Господин президент, в последние часы обсуждали проблемы, обсудили, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы решать эти проблемы. И последние 2 раза господином министром Лавровым мы говорили, и во время встречи двадцатки Бразилия в этом году взяла на себя руководство. Приняли ли вы решение, что вы приедете в Индию, чтобы принять участие в большой двадцатке? В Индию? Да. Да. Ну, я пока не знаю, я этого не исключаю. Я прежде всего, конечно, должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня. Как вы понимаете, у нас и в стране много вопросов, но не исключаю, приеду, может быть. Ну, может быть, нет. Но вы знаете, мы же понимаем, в каком мире мы живем. Ну, чего там дурака творить? Я скажу прямо, значит, это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении. Это будет зависеть в целом от обстановки в мире. Приехать, чтобы там выслушивать какую-то грязь в отношении России со стороны тех партнеров, которые нас считают агрессорами, хотя сами такими, на мой взгляд, являются, но не очень хорошо. И создавать какие-то проблемы для наших индийских друзей. Мы работаем в двадцатке и будем продолжать работать. Нужно ли мне самому туда обязательно появиться, я пока не знаю. Посмотрим. Поживем, увидим, как говорят в России. Спасибо. Карим Тальби, Франс Пресс. У меня есть 2 короткие вопросы. Первый, который интересуется американский народ. Будет ли Токер Карлсон вашим модератором в пятницу на пленарке здесь, в Питере? Карлсон? Я даже не знаю, кто будет модератором. Понятия не имею. Мне вот господин Песков об этом еще не доложил. Кто там будет модератор? Не знаешь? Отдельно он доложит. Я не знаю. Мы с господином Карлсоном об этом не договаривались. И у меня второй вопрос. Вот, сейчас уже темно, но за вами есть 3 флаги. Флаг России, флаг Русской империи и флаг Советского Союза. Оттуда флаг Русской империи самый высокий, скажем так. Какой вам... Нет. Они все равны. Какой вам ближе к сердцу? Официальный флаг Российской Федерации, триколор. Ну, это официальный флаг России. А потом, это первое. Второе, могу вам сказать, что это не было каким-то политическим решением наших, там, ни правительства, ни администрации президента. Это решение «Газпрома». Как это не покажется странным, который, он мне, конечно, сказал, господин Миллер, о том, что он собирается это сделать. Ну, я прямо вам дискуссию могу открыть, здесь ничего секретного нет. Я говорю, а зачем? У нас есть государственный флаг. Он говорит, это же все часть нашей истории. Николай II, по-моему, учредил флаг империи, да, где считал, что это должен быть такой и черный, и желтый. Там. Значит, почему? Потому что это цвета
значит, российского герба. Так? Это так тогда было в XIX веке подано. Да? Значит, Петр I учредил вот этот госфлаг, триколор, ну, флаг Советского Союза, тем более, что с ним связана победа над нацизмом, тоже имеет право на существование в нашей истории, в нашем общественном сознании. Ну, я не стал препятствовать, говорю, ну ладно, хотите, делайте, пожалуйста. Все имеет под собой какие-то основания. Вот и все. Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо какой-то искать подтекста какого-то. Не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет. Их нет, потому что мир меняется быстро. Вы послушайте, вот Узбекистан. Знаете, сколько там населения? Не знаете. Во Франции сейчас сколько? Много. Ну, много. 60 миллионов, да, 65. Значит, в Узбекистане уже 37. Внимание теперь на экран. Плюс 1 миллион каждый год. 1 миллион прирост населения в Узбекистане. Такими темпами они скоро обгонят Францию. Если вычистить еще мигрантов, то скоро будет вот в Узбекистане столько же, сколько во Франции. Значит, я сейчас поясню, почему. Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, ну вы прикиньте, значит, мы восстановим Советский Союз, и у нас будет преимущественное население, преимущественно исламское население. Вам в голову никогда это не приходило? Не надо ничего придумывать, понимаете, на голом месте, чего нет. Мы не против роста исламского населения. Мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации. У нас в некоторых наших исламских республиках с преимущественным исламским населением очень хорошая рождаемость. Мы очень рады. Но то, что было, все, это уже прошло. Страница перевернута. Мы в будущее смотрим, основываясь на реалиях сегодняшнего дня. Но флаги, которые вы видите, это часть нашей истории. Не надо ничего придумывать и на этих придумках, значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорить, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы. Вот для чего. Такой угрозы не существует и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине. Вот где Соединенные Штаты через океан, и где мы. Вот представьте, мы бы сейчас в Канаде там творили то, что делают Соединенные Штаты у нас на нашем пороге здесь, в России, в Украине, или в Мексике. Или бы мы сейчас сказали, что Соединенные Штаты отторгли часть территории Мексики в свое время и побуждали бы Мексику бороться за возвращение своих территорий. В принципе, это примерно то же самое, что делают западные страны в отношении кризиса, российско-украинского кризиса. Вот об этом вы не хотели подумать когда-нибудь? Не надо на эти флаги смотреть. Надо смотреть на суть происходящих событий. Нет у нас имперских амбиций, поверьте. Это все ерунда. Так же, как угроза со стороны России в отношении стран НАТО и Европы. Вы чего? Ну, посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Ну вы что, вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? Я просто решил, что во Франции нету одновременно дворец, флаг последний король Франции, флаг Наполеона и флаг республики. А вот по поводу этих флаги, я прошу прощения, когда приходя здесь, я здесь не единственный, который их сразу увидел.
которые задают вопрос. Поэтому они не видны. Так их и нет нигде. Ну вот господин Миллер, это его частная инициатива, компания, он интересуется русской историей, российской историей. Повторяю вам еще раз, это ни с чем не связано, кроме, значит, истории и дани уважения тем поколениям, которые жили с этими стягами, с этими знаменами и флагами и добивались значительных успехов в развитии нашего государства. Спасибо. У нас еще короткий вопрос от испанского агентства «Эхо». Пожалуйста, мы так с вами до утра будем сидеть. Может, на завтра уже перенесем. Человек по 12 Нам в Пушкин надо еще ехать, в Царское село. Тогда позвольте, я прям заключительный вопрос. Ничего, давайте. Очень кратко. Завтра мы будем праздновать 80-ю годовщину высадку в Нормандии. Высадки американских, французских солдатов. Они вместе с российскими солдатами вместе боролись. Вы исключаете, что в настоящее время русские, французы, американцы могут действовать вместе и быть партнерами? Мы не исключаем. Это американцы и европейцы исключают. Мы-то за. Мы же не вводили никаких санкций в отношении Европы. Мы не закрывали энергоносители для Германии, для других стран. Это в отношении нас вводят санкции. Значит, вот вы сейчас сказали о том, что завтра будут отмечать 80 лет, да? Высадки в Нормандии, открытия Второго фронта. Мы всегда с огромным уважением относились к нашим союзникам. С огромным. И к американцам, к англичанам, к британцам, к французам. Вот, кстати говоря, знают ли во Франции, что именно Сталин настоял на том, чтобы Франция присутствовала, и не только присутствовала, а была подписантом договора о капитуляции, пакта о капитуляции Германии. И Соединенные Штаты, и Великобритания возражали. Сталин настоял, чтобы Франция присутствовала в качестве победителя при подписании пакта о безоговорочной капитуляции Германии. Французы это не помнят. Или не хотят, или просто не придают этому значения. Но это все-таки исторический факт. Это все есть у нас в архивах. Мы всегда с уважением относились к борющейся, воюющей Франции, несмотря на то, что гитлеровские войска маршировали по Парижу, мы поддерживали Маки и тех, кто сражался вместе с нами, в том числе летчиков эскадрильи Нормандии Неман. Мы всегда помним об этом и не забываем. У нас всегда двери открыты для переговоров, для встреч, обсуждения. Значит, вот вы сейчас сказали, что будет праздник. Но получается так, что мы чужие на этом празднике жизни. Сколько американских солдат погибло во время войны с нацизмом? 500 тысяч? 600? Ну, где-то 500 тысяч, 400. Англичан еще меньше. Англичан погибло кратно меньше, чем в Первую мировую войну. Как вы знаете, основные жертвы на алтарь общей победы был принесен. Основные жертвы были принесены Советским Союзом. По последним данным, 27 миллионов человек. Из них 70% РСФСР. То есть это Россия. Да, 70% приходится на Российскую Федерацию. Это официальные данные. Значит, вы меня спрашиваете, мы готовы, не готовы. Но нас не приглашают на это мероприятие. Вот основной вклад в разгром нацизма, конечно, это же очевидная вещь. Надо просто почитать, что Черчилль говорил в свое время или Рузвельт о вкладе Советского Союза, считая Россию, в общую победу над нацизмом. Ну, это очевидно, все знают. Только
люди недобросовестные совсем могут передергивать эти факты. Бог с ним, пускай отмечают там и без нас, с нас не убудет. Но это ответ на ваш вопрос. Кто хочет этого диалога, кто не хочет. Вот я думаю, что там руководство сегодняшней Украины будет присутствовать. Вы послушайте меня. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями? Вот сегодняшний символ украинской государственности – это Бандера. Но он был одним из основных сподвижников Гитлера на территории Восточной Европы. Это именно руками бандеровцев расстреливались тысячи не только русских и поляков, но и евреев. Это ближайший сподвижник Гитлера. Да, потом в конце войны он начал вынюхивать и понимать, что победа от Гитлера ускользает, начал искать союзников уже на западном направлении, и немцы это заметили. Но это основной коллаборационист. Ходил с поднятыми руками, значит, и приветствовал, не только приветствовал, а впрямую работали с нацистами. Значит, действовавший на тот момент еще легитимный глава украинского государства в Канаде, как вы это знаете хорошо, аплодировал бывшему солдату СС, стоя. Ну что, вы не знаете об этом? Все же знают. Только средства массовой информации Европы, Соединенных Штатов, Канады замалчивают этот факт, как будто этого не было. А это было. Ему сказали, вот человек, который во время Второй мировой войны воевал против русских. Все встали, включая президента Украины, и начали ему аплодировать. Но кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Гитлер и те, кто сотрудничал с ним. А тот, кому они рукоплескали, это бывший солдат СС. СС Галичина. Все ему аплодируют. А завтра эти люди будут отмечать высадку союзников в Нормандии. Это как бы... значит, Россия, которая является правопреемником Советского Союза, которая понесла такие огромные потери, они как бы стесняются пригласить. Нас не убудет, но это просто ответ на ваш вопрос. Кто заинтересован в нормальных отношениях и в восстановлении, а кто не очень. Мы за. Ну что? Заключительный вопрос. Разрешите? Да, давайте. Он очень коротенький. Вы хотите? Наверняка. Окей, Махамедес. А кто? Тогда спрашивайте, а я потом заключительный. Вы говорили о нацизме. Вы знаете, что в Германии есть партия, которая вызывает определенное беспокойство у общественности, у других партий, которая не критично относится к этому эпизоду, к этому периоду в нашей истории, о котором вы говорили, альтернатива для Германии во многих федеральных семьях находится под наблюдением конституционного надзора ввиду их высказываний и действий. И господин Крупала, сопредседатель этой партии, в 2020 году был, если я правильно помню, в Москве. Его приглашали в российское посольство в Берлине, насколько я знаю. Как вы видите себе альтернативу для Германии? Как вы видите выстраивание отношений и отношения этой партии к России, России к этой партии? Вы знаете, у нас, несмотря на то, что вот тот господин, о котором вы упомянули, был в Москве, я с кем-то из лидеров, по-моему, даже встречался, даже не помню с кем даже, но у нас системных отношений с представителями этой партии нет. Но что есть в нашем понимании того, что происходит в Федеративной Республике, там любая альтернативная точка зрения воспринимается как антигосударственная. И всех объявляют почему-то сразу агентами Кремля.
Но, вы знаете, если какая-то политическая сила критикует действующую власть, то в условиях демократии, наверное, нет оснований немедленно объявлять эту работу политической силы антигосударственной и вести дело к ее закрытию. Когда-то Гитлера посадили в тюрьму после неудачного путча в Баварии, насколько мне помнится, да? У него сразу рейтинг вырос и крылья за спиной. До этого он не считался общенациональным политиком, а после его ареста стал таковым. Но мы не видим никаких признаков неонацизма в деятельности АфД, альтернативы для Германии. Если кто-то высказывается за нормальные отношения с нашей страной, с Россией, мы это только поддерживаем. Но мы не принимаем решения о том, действует эта политическая сила в рамках Конституции или нет. Но, повторяю еще раз, мы не видим ничего такого, что вызывало бы у нас какую-то озабоченность. Мы этого не видим. Если действующая власть видит угрозу для себя в позиции альтернативы для Германии, но это, как говорится, это не наше пиво, да? Это вопросы развития политической ситуации в самой Федеративной Республике. Но, вы знаете, я хочу вернуться к тому, что только что сказал. Вот альтернативу для Германии подозревают в каких-то неонацистских позициях. А то, что люди, сотрудничавшие с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят. Вот это мы называем двойными стандартами, как во внутренней политике, так и во внешней. Мы будем сотрудничать со всеми, кто хочет работать с Россией. А политические оценки внутри Германии мы не даем. Это дело самих политических властей и Конституционного суда и так далее. Но я уже сказал, пример Гитлера привел. Не добиваются те, кто использует какие-то неполитические средства в политической борьбе, результата, к которому стремятся. Владимир Владимирович, наверняка вы знаете, а вдруг нет, что западная пресса очень к вам лично неравнодушна и очень часто рисует вас то в виде злодея, то в виде монстра, то в виде агрессора. Да, правильно они рисуют. Так, да? Пусть боятся, правильно. Вот вам эти картинки Дмитрий Сергеевич Песков показывает или нет? И нет. Как вы к этому вообще относитесь? Нет. Важно ли? Не показывает. Видимо, бережет мое настроение. Но я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя. Здесь нет ничего, никакой новизны здесь нет. Мне, честно говоря, времени нет заниматься вот этой пропагандой, просмотром этих пропагандистских материалов. Я предпочитаю все-таки заниматься субстанцией наших отношений с нашими партнерами сегодняшними, с возможными партнерами, с бывшими партнерами, с целью выстроить нормальные отношения, которые помогли бы достижению наших целей национального развития. Вот и все. Владимирович, огромное спасибо вам за эту откровенную беседу и от имени ТАСС, и от имени наших коллег. Спасибо, терпения вам, здоровья и Божьей помощи. Вот, и я тоже хочу вас всех поблагодарить за то, что вы здесь приехали, или по заданию, или просто без задания, но не побоялись приехать. В любом случае, за ваш интерес к тому, что происходит в России, к тому, что происходит в наших отношениях с другими странами, в условиях, конечно,
конечно, очень сложной ситуации. Не будем говорить сейчас, вдаваться назад, из-за чего и что происходит. Все мы понимаем, о чем я говорю. Но за то, что вы здесь такой интерес проявляете, я вам хочу сказать слова благодарности. И надеюсь, что вы будете излагать все предельно объективно и выполняя, конечно, значит, свою миссию, свои задания, все-таки будете стараться сделать это максимально корректно. И надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, ну и ваша работа в будущем будет все-таки направлена на то, чтобы ситуация между нашими странами в двухстороннем порядке и ситуация в мире в целом все-таки стабилизировалась и шла в направлении урегулирования кризисов, а не бесконечной эскалации и обострения. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Что? Thank you.